Дорогие друзья, дорогие коллеги, приветствуем вас в Новосибирской государственной консерватории. Мы проводим... Звук остановился, да, все вижу. В этом году Новосибирская консерватория совместно с Институтом филологии Сибирского отделения Российской академии наук выполняют завет форума фольклористов о том, что фольклористам, этномузыкологам нужен какой-то небольшой рабочий семинар, где мы могли бы вокруг одной проблематики, одной какой-то темы собираться и спокойно обсуждать, потому что формат конференции не всегда позволяет это обстоятельно сделать. Вот, поэтому в данный момент наш семинар это третий по счету. Формат семинара также связан с двумя какими-то проблематиками. Это я тоже обычно всегда говорю в начале. Он связан, с одной стороны, может рассматривать какие-то теоретические проблемы, да? А с другой стороны, это может быть какая-то региональная проблематика. Вот. И семинары, которые были в этом году, они были как в теоретической направленности, так и региональной направленности, когда вокруг какого-то одного этноса, какой-то региона, какой-то локальной группы мы сосредотачиваем свое внимание. И нам, конечно, очень сильно повезло с тем, что к нам в Новосибирск приехала Наиля Енисовна Альмеева с Санкт-Петербурга, с Российского института истории искусств. Это, конечно, благодаря деятельности нашего диссертационного совета, в рамках которого Наиля Енисовна оппонировала диссертацию. И конечно, мы могли не воспользоваться такой счастливой возможностью пообщаться лично с Наилей Енисовной. Вот, спасибо вам большое. Итак, сообщение. Традиционное пение татар Крешен Поволжья. И сегодня еще, как я сказал, мы будем слушать старшего научного сотрудника сектора фольклора Российского института истории искусств, заслуженного деятеля искусства Республики Татарстан, кандидата искусствоведения Наилю Юнисовну Альмееву. Пожалуйста, я предоставляю слово. Мы будем тут периодически переключаться. В общем, будут проблемы, будем их решать по мере поступления. Спасибо, Павел Сергеевич. Всем добрый день, всех приветствую. Я считаю, что мне очень сильно повезло, что я попала наконец в Новосибирскую консерваторию, где находится большой потрясающий коллектив фольклористов-профессионалов, в котором просто находиться одно научное удовольствие. Вот, я очень рада. И мне, конечно, даже очень важно показать им свой материал экспедиционный и услышать, что они скажут и что спросят, и что услышат их сибирские уши. Потому что сибирские уши очень, так сказать, направлены очень во многие стороны, правда же? Вот, у нас такой сложный, интересный регион. Собственно, как и вот Среднее Поволжье, которым я занимаюсь, откуда я происхожу, собственно говоря. Да? Значит, не могу начать никак иначе, как с того, что у нас регион очень смешанный. Причем смешан он с древнейших времен. Это древнейшая контактная зона Евразии, где, коротко говоря, сошлись север, юг, восток и запад, сходились всегда. Один известный очень археолог сказал, что в Поволжье перебывала вся Северная Азия. Вот за все, допустим, за последние 3000 лет уж точно. Вот. То вот эту картину не на месяц вот так невозможно, потому что с этим связано очень многое последующее. Ну, например, на сегодняшний день, это, я сейчас говорю о регионообразующих народах, сегодня, так сказать, это 3 тюркских и 3 финно-угорских народа, напомню вам, поволжские, это значит, вот финно-угры, это марийцы, мордва и удмурты, удмурты это все-таки Приуралье уже, и 3 тюркских народа, которые обычно связываются с Поволжьем, это чуваши, татары и башкиры, опять-таки это Урал все-таки, да? Но все равно это единый такой регион. Но в этнических процессах, в этнокультурных процессах, конечно, да, Поволжья Среднего, участвовали, например, ранние индоиранцы, северные иранцы, очень связаны с этим регионом, сарматы, аланы. Ну вот эти названия вы, наверное, слышали, да? Но вот археологи указывают, это с 3 века до нашей эры и до 4 века нашей эры. То есть они влияли на этот регион. Индоевропейцы, балты, например, балтский след, так, это 5 век. Вот. Или, например, такие народы, вы, может быть, слышали, булгары, буртасы, мажары, мадьяры, аланы. Это народы, связанные с нашим регионом, с Уралом, с Поволжьем. Вот. Они тоже создавали историю Волгоуралья,
но, как говорится, эти названия все равно не имеют хождения в регионе, да, при том, что они все, так сказать, генетически вошли вот в названные ранее народы, они все равно у нас это все это есть. Вот они, так сказать, растворились в этих уже более поздних этносах. Ну, их следы обнаруживают только антропологи, физические антропологи, скажем, там, лингвисты, этнографы и так далее. Ну так вот, значит, вообще, да, я вынуждена буду говорить очень коротко, потому что, ну, как сказать, хочется вместить много, а надо говорить коротко, поэтому тезисы, ладно, вот тезис. Теперь, значит, регион как таковой, в нем были два исторические государства, это Волжская Болгария с 9 по 13 век и Казанское ханство, которое его, так сказать, называется, наследовало с 13 по 16 век. Вот, в 16 веке уже произошло присоединение к Московскому царству. Вот, конечно, ну, таких, как сказать, это были, конечно, культурные катаклизмы какие? Приход мировых религий. Этот регион, конечно, как и многие регионы Земли, имели свои языческие культы, очень развитые. И финно-угры, и тюрки имели свои культы, свои божества, свою космогонию, свою структуру Вселенной и так далее. Значит, ислам пришел в Поволжье в 922 году, была миссия Ибн Фадлана, известное имя такое. Это было время каких-то вот миссий, потому что в 988 году, да, пришло христианство на Русь, а вот в 922 году пришло мусульманство в Волжскую Болгарию. Кстати, в этом году, вот 1000 лет ислама в Поволжье. Вот. Ну, конечно, это приняла верхушка, оно распространялось, может, и не сразу, но все-таки оно распространилось, и достаточно, так сказать, уже капитально. Дальше, значит, вот приход Второй мировой религии христианства, 1552 год, это присоединение региона, вот этого такого пестрого региона к Московскому царству. То есть это ослабление, так сказать, Казанского ханства и вот, значит, присоединение. Это работа историческая такая, геополитическая работа Ивана Грозного. Конечно, он был грандиозный правитель. И, значит, вот это произошло в 1552 году. После этого в регионе, ну, после, так сказать, да, во-первых, с этого момента российское государство, собственно говоря, оно уже стало российское государство, хоть и маленькое пока еще, оно стало полиэтническим и поликонфессиональным. Уже автоматически, да, понимаете? Вот, значит, теперь уже в разных науках, и филологии, в исторических науках выходили, так сказать, на осмысление региона. Вот сравнительная лингвистика обнаруживает в языках народов Поволжья, да, кстати говоря, это разные языковые группы, да, финны, угры и тюрки, это все-таки разные языковые группы. Тем не менее, значит, вот, лингвисты обнаруживают в них общий лексический фонд, общая лексика и духовной и материальной культуры. Это термины, связанные с мифологией, с календарными и семейными обрядами, этики и эстетики, термины, связанные с космосом, там, земледелием, категорией времени и так далее, общественной жизни, утвари, поселений, там, социальной организации и другой. Тут я назову автора такого Ахметьянова, который написал вот эти две книги «Общая лексика духовной культуры» и «Общая лексика материальной культуры». И вот он написал такую интересную вещь, такой вывод. Написал, что вот как он сравнивал эти 6 языков, и для него, как сказать, вот в этом поле у него есть более финно-угорские какие-то и более тюркские, скажем так, ну, акценты, что ли, в этой картине. Значит, наиболее финно-угорским языком он считает мордовские языки. Наиболее тюркским он считает башкирские языки. Значит, тюркский язык, испытавший наиболее сильное финно-угорское влияние, это чувашский язык. И наоборот, значит, наиболее сильное тюркское влияние из финно-угорских языков, из поволжских, это марийский язык. Ну, потому что предки чуваши и марийцев в свое время очень сильно, так сказать, контактировали и просто смешивались очень сильно. Ну, как вообще этнические процессы в Поволжье, их никто же, так сказать, последние 3000 лет тогда не отслеживал. Они шли естественным путем, и, конечно, этнографы и историки отмечают, что просто параллельно шло контактирование, параллельно шло формирование этносов и их взаимодействие. Все шло параллельно. То есть вот даже некоторые этнические процессы еще к 20 веку не закончились. Поэтому даже были такие, ну как сказать, родоплеменные такие образования, которые, ну еще этносом назвать было нельзя, но уже формировали республики, так сказать, и Норильская, там, Мордовская уже их, так сказать, собрали. В общем, каждая тема, да, она уходит в сторону, я постараюсь не уходить. Значит, можно включить эту зеленую карту. Смотрите, ну это, так сказать, вот сегодняшний Татарстан, любые государственные границы, они условные, вы понимаете, да, и вы знаете, изучая, допустим, этническую культуру, что этнос расселен независимо от государственной границы, так сказать, у него есть историческое расселение. Ну, допустим, да, Татарстан. Тут видно, да, вот с этой стороны у нас Башкирия с востока, да, значит, наверху у нас Удмуртия, север, Мариэл,
Вот Чувашия, все это граничит, значит, и дальше идет вниз по Волге, Ульяновская область, Самарская. Сейчас мы посмотрим, знаете, что второй, так сейчас скажу. Здесь цветом показано, да, что показано. Расселение татар, вот это Республика Татарстан, но вниз по Волге стоят татарские деревни до самой Астрахани. Именно деревни, вот изба, баня, скотина, там, значит, это все, поле, огород, все, деревни татарские. Самарская область, Ульяновская, Пензенская, Саратовская, Волгоградская, вот до сих пор. Значит, Астраханская область, это место расселения астраханских татар, которые очень сложно, там сложные тоже. Значит, есть астраханские татары местные, которые складывались там при участии, так сказать, приезжавших семей персидских и индийских купцов, и поэтому они так даже внешне отличаются. И там есть переселенцы с Волги. Еще, значит, одна область, которую хочется показать, вот Нижегородская область. Там есть такой Сергачский район, и там живут сергачские мишари. Значит, татары поволжские есть казанские, половина этноса и половина этноса мишари. И вот сергачские мишари с цокающим татарским диалектом, они цокают, значит, вот Нижегородская еще область, тоже они там живут. Но они еще, значит, живут еще и в Чувашии, в Канашском районе, в Мариэл, в Барангинском районе, в Кировской области, в Удмуртии, в Башкирии, северо-запад Башкирии, это все этнические татары, вот, которых записали башкирами. Но, в принципе, их видно и по одежде, и по фольклору видно, что они татары. Да? Оренбург, Екатеринбург, это все, да, Пермь, Троицк, это уральские города, тоже татарские, ну, расселение татар. Татары формировались на такой территории, по Волжье, Приуралье, Прикаспии. Вот, волгоуральские татары, они формировались так. Поэтому у них тоже этногенез очень сложный, как у всех народов Поволжья. В принципе, знаете, у народов Поволжья и Приуралья есть этнографические группы, которые друг от друга очень заметно отличаются. Допустим, северные удмурты от южных удмуртов отличаются, там, восточные марийцы от горных марий отличаются и костюмами, и фольклором, и так далее. Удмурты, чуваши, верховые, низовые тоже отличаются и так далее. Вот. Значит, ну вот татары, поскольку самый крупный народ региона и доминирующий так сложилось, да, имели городскую культуру, единственную из всех народов, и имели вот эту письменность, которая пришла с мусульманством. Письменность была на арабской графике. Вот. В 927 году заменили на латиницу, причем моя мама училась на латинице в школе, вот, до 39, а в 39-м уже предложили кириллицу. Вот. Значит, я сейчас хотела бы сделать что? Еще раз подчеркнуть единство региона, в чем заключается. Я хочу показать старые фотографии. Значит, их всех объединяет в традиционном костюме, всех объединяет монетный комплекс. Вот от головы вот, до груди, на шее, там все это. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Это астраханские татары, да? Ну, у них, видите, немножко одежда отличается, может быть, это мода того времени, но, в принципе, такой азиатский колорит есть. Я хочу сказать, что у татар вообще нет архаического костюма, вот у поволжских. Астраханские, они как-то отдельно, они немножко так с Востоком связаны. Архаический костюм у всех остальных народов Поволжья, чуваши, марийцев, мордвы, удмуртов, вот, у них архаический. Но тут дело в том, что приход мусульманства, конечно, повлиял и на дресс-код мусульманский, да, вы понимаете, на дресс, на код поведения и так далее, но на одежду тоже. Вот смотрите, это такая типичная деревенская татарочка, поволжская. И одежда у нее, все. Я хочу показать, у нее тут есть монетное украшение, правда небольшое, видно его, да? Можно листать быстро. Но дети тоже одеты по-татарски, дети. Татарчонок, вот мальчик, и два мальчика даже, татарчонка, и девочка. У девочки тоже есть, да? Ой, здесь можно, да? Ура, можно дальше, да. И кажется, тут на груди тоже висит. Платье тоже характерного кроя. Так. Вот это деревенская девушка. И такая, в города тоже брали таких девушек, ну просто прислуга богатой дамы. Вот это богатая татарка, такая, не слабая такая. Значит, здесь у нее, видите, украшение, жалко, что нет цвета, там красный сердолик. На голове у нее бархатный вот этот самый колпак, вышитый речным мелким жемчугом. Ну вот тоже бабушка типичнейшая. Платок завязан с квадратом. Казанских татар вообще квадратиком таким. Да. Мы однажды давно, лет 30 назад, разговаривали с одной женщиной, вдруг она говорит, а вы знаете, говорит, а старообрядцы тоже так завязывают. Я говорю, ну, полное совпадение, значит, просто вот квадратом и все, только так. Ну, это очень пожилые женщины. Знаете, вот не сочтите за нескромность, да, вот это родители моей мамы, это коренные казанские татары, коренные просто. Вот они выглядят так. Я хочу сказать, что вот вообще казанские татары, значит, они в основном понтийцы, а понтийская раса это причерноморская раса. Но в данном случае даже, я думаю, индоиранцы, которые тоже принимали участие в Поволжье, очень много индоиранцев есть у всех народов, в принципе, и у удмуртов, видимо, найдем, у чувашей, конечно, найдем и так далее. Но вот это родители моей мамы тоже. Колпак это все носилось постоянно. Это фотография 1907 года. Вот они поженились,
И пошли фотографироваться. И дальше тоже еще две, ну просто они вот как-то очень хорошо поставлены фотографом. И следующие тоже, вот так. Все, дальше, значит, тоже. Это вот деревенская тоже голубоглазая бабушка, которая нам читала по тетрадочке арабской графикой то, что мы просили у нее почитать. Вот. Ей тут лет 90 наверняка было там тогда. Значит, следующую крутите, вот она нам читает. Да, потому что в татарских деревнях девочки учились при мечетях, и мальчики тоже. Мальчиков учил мулла, девочек учила жена мулла. Вот она обучала их 4 года писать и читать на арабской графике. Ну вот это семьи фотографировались там тоже. Ну просто представление о городских татарах. Можно крутить быстро. Ага. Стоп, значит, это приуральские татары и башкиры так одевались. Видите, так вот тут вот тоже, даже тут есть монеты самые, да, вот эти монетки. Да. Но очень много здесь вот этого всего. Я хочу, чтобы остался этот образ. А интересно, вот этот вес, вот это нагрудное украшение, это же вес, там хороший, да? Да, это серебро, это сколько, настоящее серебро. Сколько там? Ну, килограмма сколько там, 2, наверное, весит. Килограмма 2, это, наверное, да. Но это у богатых, конечно. Чем больше серебра, это богатство. Ну вот, или такой нагрудник, или хотя бы диагональная перевязь. Вот такой характерный дедушка татарский, и женщины тоже характерные такие. Ну вот еще девочки, это самые городские девочки, какого-то уездного города. Они все в колпачках и городских платьях. Вот. Ну вот. Я говорю, не дай бог такой свекровь. Да, мрачно. Ну, да ладно. Ну вот, но все-таки вот это все. Ну вот тоже, это уже богатая семья, поженились, фотографируются. Дальше можно, да. Ну, в принципе, я хочу сказать, что татарские женщины с закрытым лицом таким не ходили. Вот они пошли и фотографировались. Это начало 20 века. Была целая огромная выставка, даже татарская старая фотография. Наверное, будут как-то публиковаться. Ну вот. Ну, это такой повседневная одежда тоже. Ну, знаете, кстати, касимовские татары, например, Рязанской области, был город Касимов, и Касимовское царство было маленькое. Там тоже были татары. Туда ездили, я застала там последних 2 бабушек еще. Ну, это такие были, да, пензенские мижари были очень богатые, бежали вот в 17 году. Вот Рязанская, Пензенская, вот эти татары, они бежали, конечно, тогда и в Китай, и в Турцию тогда. Ну вот, оттуда уже в Америку, так что диаспора в Америке там тоже большая, и в Японии. Дело в том, что я вообще планировала быстренько показать вам другие народы Поволжья, потому что как монетный комплекс объединяет все эти народы. Ну, давайте, Чуваши. Значит, причем вот весь этот тяжелый металл не на мужском костюме, а на женском. И вот самый полный вообще, то, что я видела, это чувашка. Да? Крутите без остановки, ладно, потому что вы... Это не просто на груди все покрыто, да, монеты, даже не спина. То есть даже спина. Они почему-то включаются. Ну, верьялы, это верховые, кстати, так, ну, смотрите. Что касается этнических процессов, чуваши и верьялы – это верховая группа. Верховая, средненизовая и низовая есть, да, у них. Верьялы имеют субстратом горных марийцев, поэтому у них костюм отличается, очень вообще музыка отличается немножко. Они, так сказать, бывшие горные марийцы, которые перешли на чувашский язык. Чуваши это все признают, это все не секрет и так далее, давно уже известно. Да. Ну вот, видите, да, это тоже как бы со скрипочкой еще тоже. Можно крутить быстро, ну чтобы успеть. Да я буду что-то говорить сейчас, ладно. Там я даже приготовила папочку балканскую, ну просто обалдеть. Ну просто вот такие параллели, что ну просто то же самое. Вот, ну там интересно, ладно, тоже старая фотография. Значит так. Кряшины расселены в Поволжье, как они, значит, в Татарстане и Башкирии. В Татарстане они расселены на правом берегу Волги и на левом берегу. Ну, я даже сказала бы Камы, потому что эти земли называются так, предкамье и закамье. Такие группы есть, значит, да. И еще одна группа есть на Южном Урале, они называются Нагайбаки. Это кряшины, перешедшие в казачье сословие, которые поют по-казачьи и там живут, и жили казачьим образом жизни. Вот, значит, предкамье, закамье и Южный Урал. Елабужская группа, прямо ну, по очереди листать. Это аутентичная рубашка, все у него настоящее. Парень, вот я фотографировала это где-то вот лет 5 назад. Елабужский, да, вот елабужская группа. Видно, да? Поближе там можно. А, вот сейчас вот четко, да? Ну, вот, у них все настоящее тоже. Вот здесь вот золотое шитье. Да, кроме, наверное, монет. Монеты, наверное, я не вижу, по-моему, не настоящие. Ну ладно, там будут еще и настоящие. А нет, обижаете, да. Нет, вот это наверху советские деньги уже там, да, к сожалению. Ну, замени, ладно. Почему-то тут и медали иногда бывают. Ну,
Там вот брошка была, да, видите, значок поставили. Ну, в принципе, знаете что, я вот работала в основном 80-е годы. Начала я с 78-го года, да, и 80-е годы вот в каждой избе просто был кованый сундук, всегда было платье, полный набор, там головной убор, вплоть до ботинков, да, ну, серебро было у всех абсолютно. Здесь тоже Ну, тут видно, что... есть замены, да, ну ладно, ага, замены. Ну вот как бы у него рубашка там наводил, по-моему, но у нее зато платье настоящее, на голове головной убор настоящий, воротник настоящий, у нее там с кораллами, видите, да? Вот, елабужские кряшеные, вот так выглядит. Да, а на ногах даже ботиночки, на шнуровке тоже настоящие. Значит, дальше. Ага. Это Марийка, Марийская деревня, вот рядом. Вот первого видели, там такие, они сидели все в металле, да? Соседняя Марийская деревня. У него свой головной убор, такой, типа пилотки такой. Но он старинный, тоже настоящий. Вот марийцы. Там они нам тоже попели и поплясали даже. Я могу сказать, что у них христианское сознание есть. У них вообще культурное сознание, в принципе, календарное даже сознание, скажем так, оно структурировано православным календарем. И самые простые женщины, если вас спрашивают, давайте с января, начнем назовите мне все праздники. Они там называют все праздники, которые они отмечают. Там, начиная с Рождества, все посты, все это они помнят. Соблюдают или нет, это другой вопрос уже, но вот все это они знают. Да? Теперь церковь в Казани, вот Тихвинской иконы Божией Матери, которую передали Кряшину. Храм был построен в 1646 году, значит, между 46 и 85 годом его строили, да. Вообще политика крещения, да, по Волжье, это огромная страница истории, которую до конца еще даже не изучили, конечно. Это огромная просто такая. Ну, представляете, пришли, там бывшее государство, да, в общем-то, есть мусульманский народ, доминирующий, и у остальных народов есть свои мощнейшие культы языческие, да, они этим живут, они просто пронизаны этим всем, да. И вот уже поначалу это шло очень туго, там, когда им говорили, что мы построим церковь и идите туда слушать, но они же не понимали даже этот русский язык, да, и даже церковно-славянский. Потом постепенно, ну, я могу сказать, что сейчас это все уже вошло давно, да, где-то даже в 19 веке, когда начали обучать детей, вот этих, как они называли, инородцев, при церквях, на их же родных языках, тогда христианство уже вошло хорошо, было понятно. Для них переводили сокращенные хотя бы какие-то варианты Евангелия, какие-то тексты о житии Христа, и они насквозь уже это все насквозь знают. Есть люди, в деревнях есть бабушки, которые все знают, много очень текстов знают. Сказать, что все знают тексты, нет, не могу сказать, что все знают молитву, нет. Вот когда какие-то серьезные моменты, когда надо почитать молитву, рождение ребенка, там, свадьба и там, особенно похороны, то есть такие специальные бабушки, которые на этом специализируются. И передали этот храм в перестройку там в 97 году, да, передано. Ну, храмы есть в деревнях, церкви там есть даже с 18 века и каменные церкви, и деревянные церкви. Вообще у нас, знаете как, вообще дисперсное расселение, да, вот в любой республике посмотришь, в Татарстане тоже. Вот так вот все народы, вот так вот. В одном районе могут быть тут татары, тут русские, тут кряшины, тут удмурты, потом, значит, тут марийцы, тут чуваши, тут татары. Вот такие у нас, такое расселение. И очень много, если вы приедете и увидите, что вот, если даже на этой стороне там церковь постоит, а на этой стороне мечеть, это обычная картина. Это ей-богу, так оно и есть, так оно все привычно очень. Так вот, значит, как происходило, я хочу сказать, что о Кряшинах стали писать в 19 веке миссионеры, которые обязаны были писать отчеты, значит, своему высокому начальству, как вообще христианизация происходит. Поэтому такие вот известные имена, как Износка, например, материалы по истории христианского просвещения и народцев Казанского края, вот такие вот названия, да, об отпавших и отпадающих из православия инородцев, значит, как крестили, они обратно отпадают, значит, и мусульмане, и язычники, вот, по-разному бывало, да. Очень такое, крупное очень имя, это Ильминский, конечно, Николай Ильминский, потому что он считается главным реформатором вообще и человеком, который организовал это и крещение, и обучение крещенных народов. Вот. Он писал такие, значит, работы типа о церковном богослужении на инородческих языках, об обучении церковно-славянскому чтению в начальных училищах и так далее. Он предложил делать вот эти учебные заведения, и он вообще сказал, давайте готовить священников из этих народов. Когда это началось вот это уже, тогда легче пошло, так сказать, проникновение христианства. И священники из своего народа и на своем языке ведшие, значит, служение, это было, конечно, гораздо ближе людям. Вот. Малов, это известная очень фамилия, да, статистические сведения о крещенных татарах. Православная противомусульманская миссия в Казанском крае. Вообще в Казани построили уже, значит, православную эту, значит, вот, академию и, значит, среднее учебное заведение школы, там это уже стал центром православия повыше, в принципе. И еще Никольский. Никольский писал очень много о разных народах,
и историю крещения тоже мне можно посмотреть, и о Дигитриевске. А Дигитриевский это просто уже священник. Вот так, да. Но знаете, чем нам это важно? Да, сейчас вот, они их называют исключительно крещенными татарами, потому что кряшины татароязычные, у них татарский язык, и все. А вот они крещенными татарами называют. Но дело в том, что они, вот как сказать, отчитываясь очень подробно, они описывают, как кряшины проводят свои обряды, и как они вот этими обрядами, значит, отмечают какие-то праздники, вместо того, чтобы, значит, как-то по-православному это делать. А нам, значит, это этнографический материал, потому что, понимаете, да? Вот. Значит, отдельно хочу отметить такого священника, как Гурий Филиппов, который написал такую статью, я прямо умиляюсь каждый раз. Татаро-чувашские девичьи хороводы в Тетюшском и Цивильском уездах Казанской губернии. Он написал весенние девичьи хороводы, вот этих самых, вот на границе Татарии и Чувашии, там, как раз. Он записал все тексты абсолютно те же самые, я их записывала в 1986 году, в этом втором томе, где который вышел, как раз вот та самая группа Макеевская. Но он еще пытался нотами записать. Вот что интересно-то. Конечно, это ему не удалось, потому что, как вам сказать, его, ну как, такими картошками он что-то записал, но уловить ему было сложно это уловить, конечно. Но это очень трогательно. Он хотел вот это все отразить не просто так. Он хотел для истории как бы оставить это все. Вот, это все. Наверное, это надо как-то переиздать уже, чтобы это было видно все-таки это все. Ну вот, это Гурий Филиппов такой. Это все можно найти в интернете, конечно, я думаю. Так вот, значит. Кряшин татароязычные, хотя сейчас они стали говорить, что это не кряшинский язык и все. Я, вы знаете, вот горой за Кряшин в любой ситуации. Ну, вот, ну, язык у них татарский, извините, пожалуйста. Вот и все. Они говорят, нет у нас кряшинский язык. Значит, даже «Отче наш», который я уже выучила, как это все, да, он абсолютно современный татарский язык, да, нормально такой. Ну, вообще потрудились, переводили очень много текстов для них. Значит, вот, филологи занимались языку, ну там есть говоры и подговоры, значит, у них есть казахский диалект, есть мишарский диалект, и говоры и подговоры местные, все это уже описано. Этнографы. В 1977 году вышла монография Юлдуза Мухаммедшина под названием «Татары Кряшины». Это первая специальная книга вообще о православных кряшинах, да, где автор касается, собственно, вопросов расселения, материальной культуры, жилища, вот, собственно, и все, да. Теперь музыковедение. Кряшины, значит, в виде каких-то нотных публикаций появлялись еще, да. Значит, в сборнике Нигбедзянова, который выпустил 3 сборника под названием «Татарские народные песни», вот в первом томе, особенно у него, Кряшины предкамья немного представлены, там, Мадышский, Лампурский район, он там съездил. Потому что готовилась коллективная монография «Татары Поволжья при Урале», видимо, требовался какой-то материал, вот он съездил туда, это все публиковал, ему за это просто огромная благодарность. И вот сборник 1970 года, второй сборник 1974, там тоже есть Кряшин, но поменьше. В третьем сборнике 1984 года там уже нет, второй 1976 года, в 1984 там уже нет Кряшин. Ну, в общем, не так много, я бы сказала. Но все равно это записи 60-х годов все-таки, хоть это не так много. Теперь была такая Роза Исхакова-Вамба у нас, Исхакова-Вамба. У нее тоже татарские народные песни сборник, и вот она сделала, да, у Нигбедзянова сделана по жанрам. Вот свадебные песни всех татар, вот, значит, что там, лирика всех татар, трудовые песни всех татар, вот так, он сделал по жанру. Исхакова-Вамба сделала по этнографическим группам. Вот первая группа казахские татары, там татары Мишари, и в конце татары Кряшины. Вот она съездила в эту маргинальную эту группу, ну как маргинальная, значит, далеко расположенную, ни в каком другом смысле. На территории, на границе с Чувашией, вот есть Макеевская группа, вот эта самая, да, которая второй том у вас лежит у вас в кабинете. И тоже записала какие-то основные жанры, но я ей благодарна особенно за полный текст свадебного причитания, потому что 35 строф она записала, это просто вообще сейчас нигде не записать. Когда я поехала, уже были только обрывки этого причитания, хотя я записала от 5 бабушек зато. Вот. Ну вот, значит, то есть это было, но это, как сказать, но никто на это не обратил внимания, что там есть вообще такая Кряшина, да? Вот. И вообще же, я могу сказать, что тогда ни в культурной, ни в концертной жизни Кряшины не присутствовали. Вообще, даже, я думаю, что многие не знали об их существовании, даже, ну, как сказать, ну, городские люди, скажем так, да? Вот, там не только не шло речи об идентификации, вообще, так сказать, они не присутствовали. Да. Кстати говоря, вот книга 1977 года, следующая коллективная монография вышла в 2017 году, то есть через 40 лет. Ну, не там почти 1000 страниц зато. Сегодня Кряшины гремят в республике, потому что есть у них общественная организация, есть руководитель, и есть у них постоянные, это самое, у них с ними считаются, их, так сказать, звучат их песни везде, и
проводятся фестивали, конкурсы и так далее, они очень поющие и так далее. Вот. Я сама начала, значит, с 1978 года к ним уезжать и обнаружила вдруг такую яркую песенную культуру. Которая еще жива, и вообще жива она в основном была у них, конечно, в активной памяти, но очень почти, они все практически пели, все, что, только надо было знать, что спрашивать. Но только не в практике, к сожалению, как хороводные, это хороводов уже не было, это все нет. В общем, у меня было такое впечатление, которое мне тогда уже написала, что у меня открылся археологический раскоп, просто вот. Археологический раскоп, культурные слои, включая какие-то даже достаточно архаические звучания там были. На меня обрушился звук вообще, звук мощнейший. Вот самое первое, что я записывала, сидят 3 женщины, и они поют таким звуком, что стекла звенят. Вот такой, то есть это такой был звук мощнейший. Вот. Ну, потом, значит, уже в своем исследовании 1986 года я впервые назвала их песенной культуры, потому что их всегда рассматривали, ну, так вот в контексте татарского фольклора, вот, да, вот у них вот есть обрядовые песни, у других там нет, а вот у них есть, вот, но впервые как автономную культуру, так сказать, я тогда увлечена была Гумилевым еще к тому же, я назвала ее даже субботнесом по признаку музыкального фольклора, вообще так оно и есть, конечно. Вот, у них, я отмечала тогда, что у них есть не просто само название крешин, да, у них самосознание есть крешинское. Вот. Уже позже, об этом этнографы татарские даже и не писали, что нет так какого-то самосознания и так далее. Собственно говоря, вплотную и не занимались тогда. Вот. Но в свое время, так, значит, практически, как сказать, большинство территориальных групп, предкамских и закамских, я сколько могла объездила. Кроме того, значит, вот есть и такая группа на границе, которая с Чувашией, это Макеевская группа, тоже два года подряд ездила. И есть единственная деревня Самарской области, оказывается, да, когда я потом узнала, тоже к ним поехала. Единственная деревня Самарской области. Хотелось бы мне их тоже потом показать, обязательно. Ну, в общем, короче говоря, с 1978 года прошло уже 45 лет, я сама уже удивилась, и в результате образовался такой большой фонд звукозаписи, где ценен каждый материал, в общем, архив которого нет аналогов вообще-то. В принципе, такого объема и такого разнообразия, в общем, нет. Почему? Потому что по целенаправленности на один субэтнос, потом нет, в общем, такого количества и качества, скажем, записанных образцов пряженских песен по территориальным группам, по деревням, и, в общем-то, книги, которые начали выходить, публикации, да, они все-таки со звуковым приложением, и они построены по принципу тоже внутри, вот, допустим, территориальный ареал, какая-то территориальная группа, и внутри по деревням, по репертуару деревень выстроены. Значит, это были люди, я думаю, последнее поколение носителей материала. Это люди, рожденные в конце 19-го, начале 20 века. Самым старшим год рождения был 1895, 1890, вот такие были бабушки. Да, но в 1978 году они были хорошие, да, вот, которые вот и воспроизвели для меня всю эту жанровую систему. Вот, так что основной материал собран с 1978 до 90-х включительно. Значит, в каждой деревне мне удалось записать. Вообще свой какой-то календарный слой, вот он, да, он как прямо воснал вот так вот. Это обязательно был весенне-летний, протяжный, хороводный напев. В каждой деревне был обязательно. В каждой деревне обязательно был рекрутский данной деревни. Гостевые свадебные песни. Ну, плюс к тому, конечно, я спрашивала массу этнографические сведения по обстоятельствам пения, конечно, потому что это тоже было важно очень даже. Короче, это была большая удача, потому что по-другому это уже последние были люди, которые, ну, пласт, который уже ухватить можно было. Ну, в принципе, каждая экспедиция была открытием, конечно, и большинство материала до сих пор еще неизвестно все-таки широкой общественности. Значит, теперь, песенная культура, конечно, да, я впервые назвала песенной культурой, понимаете, это, потому что это все были какие-то такие, ну, как бы часть какая-то татар, вот они вот ушли в сторону христианства и так далее, что вроде как они говорилось так, что, наверное, они законсервировали какие-то древние вещи, но на этом как бы все. Значит, теперь я начинаю про нее говорить уже приближенно. Значит, песенная культура Кряшина – это коллективное пение деревенской земледельческой общины. Вообще все народы Поволжья – это, в принципе, земледельцы. Внутри Урая башкиры, нет, они кочевники, да, скотоводы кочевники. Вот. Но вообще, вот, татары, все поволжские татары, это все деревенские люди, земледельцы. В том числе Кряшина особенно. Пение песен, специально приуроченных к праздникам православного календаря, к Троице Петрову дню, к переходным моментам в природе, это Масленица, зимнее солнцестояние,
к событиям семейного цикла, да, свадьба и гостевание, это самое такое большое уже пение как раз вот это. Вот. Значит, в контексте татарского фольклора, если почему, на пространстве татарского языка, скажем так, поскольку это все-таки единое пространство языка, значит, они сильно выделяются чем? Жанровой системой и многоголосием. Это как раз были основные темы исследования, жанровая система и многоголосие. Вот. И, конечно, не только большим фондом своих мелодий, которых нет, вот это, но и вот специфической своей фактурой и специфическим темпом, конечно. Вот удалось зафиксировать мощные пласты многоголосного обрядового пения. Вот весьма ранние слои тоже там есть. А именно календарно приуроченные хороводы. Они поются там вырученные к Троице, Петрову дню. Это вот период хороводный. Вот. И удалось застать людей, владеющих очень специфической техникой обрядовой интонирования, резким открытым звуком, специфическим жестким тембром. Это также, как сказать, ну, совершенно не совпадает с татарами и мусульманами, но никак, потому что у татар и мусульман обрядовый фольклор как бы отсечен. В принципе, его нет. Вот только у мишарей, они тоже мусульмане, у них почему-то осталось причитание невесты. Вот мне прямо вот это так странно выглядит, что вот как бы причитать вообще в принципе у мусульман нельзя, вот, у суннитов. Даже на похоронах невозможно. Нельзя причитать и плакать. Просто надо принимать это и все. Это же судьба все-таки. Все, значит, забрали, значит, надо. И на свадьбе тоже. А вот почему-то у мишарей сохранились тогда причитания свадьбы. Ну вот. Выясняя обстоятельства исполнения обрядовых напевов, вот этих, особенно календарные, там уже стали видны языческие корни аграрных обрядов, культа воды, земли и дерева. Вот. То, что я видела и снимала кое-что на камеру. Вот. Значит, по признакам музыкального фольклора кряшины обладают субэтническим единством. Во-первых, репертуаром. Во-вторых, жанровым составом. Во-вторых, исполнительство. И в-четвертых, песенные тексты. У них повторяющиеся песни и тексты есть такие. И я назвала их субэтносом с позиции песенного фольклора. Этнографы этого не делают вообще. Вот. Поэтому все это позволяет их рассматривать как автономную целостность. И можно говорить об отличиях музыкального мышления, я бы сказала, музыкального менталитета даже от менталитета татарского традиционного пения. Отличается. Вот, татарское пение, оно и сольное, оно никак не коллективное, да, оно рафинированное по сравнению вот с этим языческим таким звучанием, но оно исторически более позднее, конечно. То есть типологически, вот эта жанровая система, вообще песенная культура, она не совпадает с татарской, но она зато типологически сходна с соседними, так сказать, скрещенными народами побольше, Приволжья. Теперь, значит, музыкальный стиль. С позиции жанрово-стилевых песенная культура, коротко говоря, выглядит как находящаяся на стыке татарской мелодической культуры и формульных напевов от региональных. Вот часть, вообще записано очень много, и очень, как сказать, я могу судить уже о большой территории, да, часть их мелодического фонда выглядит вот как старинная татарская песня, но которую татары не поют. Вот у них сохранилась вот такая песня, допустим, да? Вот, или уже не поют. А часть воспринимается вообще как не татарская музыка. И это говорит о полигенезисе коллективной музыкальной традиции кряжных. Вот. Значит, есть такая тема вообще. Как только стали появляться публикации, как стало это более-менее становиться известным, или люди там смотрели прежде сборники, мои коллеги вот из соседних республик, а их тоже по одному человеку там было в республиках, начали мне говорить, что вот эти ваши кряшины это чуваши, говорят мне чуваши. Значит, марийцы мне говорят, ваши кряшины это марийцы. Точка. Значит, удмурты у меня тоже дорогие мои друзья. Я говорю, ну что, кряшины это удмурты, да? Они говорят, нет, мы к ним ездили, ничего подобного. Они поют не по-другому, и вообще там из татарского языка ничего делать. Значит, я говорю, ну музыка-то они в удмуртскую поют. Они говорят, не, так типа, нет. Там сложнее. Я вообще считаю, что сложнее. В любом случае это что-то третье, понимаете, да? Пусть тут были татары, тут были удмурты, это что-то третье сложилось, понимаете? Это все давно уже перемалывается и, так сказать, в селевом отношении. Сказать, что четко вот это вот чувашское, вот это удмуртское, этого нет, конечно. Есть сходство, скажем так, в элементах музыкального языка. На границе, когда они живут рядом, есть мелодические типы общие, это есть. Можете расслабиться, это есть. Но когда я их спрашиваю, вот соседняя марийская деревня, вот, и мы фотографируем же там, я говорю, вы с ними общаетесь? Они говорят, не общаемся. Ну а мелодический тип один и тот же, допустим, какой-то гостевой песни, вот есть один и тот же тип. Они говорят, не общаемся. Значит, вот. Так вот, значит, что я хочу сказать на эту тему.
даже если они скажут, вот нет, вот все они чуваши, все они марийцы и так далее, и все там удмурты, да, то, значит, отсюда стоит сделать, я думаю, два вывода. Я пришла к этому, значит, вот, думая об этом уже многие годы, да. Во-первых, спасибо, что я их собираю, потому что они к ним не ездят сами, да, говорят, что вот чуваши, ну, к Кряшину никто больше не ездит, понимаю. Хотя они говорят, что вроде как это бывшие, там кто-то чуваши, да, понимаете, да, собираю только я, да? Это все равно заполняет огромные лакуны в обрядовом фольклоре Поволжья, просто огромные, да, пробелы. Вот. Поэтому это все равно важно для вот выяснения общей картины, мелосферы обрядовой, скажем так, огромный просто материал там, вот этого региона, для истории, так сказать, музыки и устной традиции региона. Вот, значит, насчет самосознания Кряшина, когда я уже даже сказала как-то, что вот, когда они начали при первой же встрече петь что-то такое красивое и общеизвестное, я сказала, вы мне это не пойте. Я сказала, вы пойте, пожалуйста, вашу музыку, ваши песни пойте. Они сказали, ах, тебе надо кряшинские песни. Я говорю, да, только кряшинские, больше никакие. Все равно это такое вот культурное, этнокультурное самосознание, все равно у них есть. Вот. Так вот. Значит, я могу сказать, что по моим уже наблюдениям просто есть вот совпадение каких-то ритмических интонационных структур не со всеми, с восточными марийцами, с низовыми чувашами и южными удмуртами. Ну, это опять-таки, так сказать, не сплошняком, а, так сказать, ну, видно, что это все равно общий культурный круг какой-то. Вот. Есть просто общие структуры, для названных народов просто общая ритмическая вот конструкция, которую я называю ритмическим клише, они есть просто вот у целого ряда народов. Это тоже не просто так. Значит, в объеме мелодического периода, скажем так. Вот у них песни это мелодический период, то есть двух строк, и вот это все повторяется, так сказать, на четверостишие. Ну хорошо. Значит, этнограф Мухаммедшин, единственная книга его, где он, собственно говоря, прямо так и писал, что в разных деревнях есть субстраты, чувашские, марийские, удмуртские субстраты. Но они, у них нет никакого языка, кроме татарского, и у них нет никакого другого самосознания, кроме кряшин. Они, это, если это было когда-то, то это было очень давно уже ассимилировано, конечно. Вот, значит, песенный фольклор донес глубокие звуковые реликты. Я, конечно, когда отбирала музыку, это было очень сложно, потому что все равно я не совсем, опять-таки, я недовольна тем, что я отобрала. Конечно, очень надо было все-таки раньше начать этот отбор, так получилось немножко, да. Вот. В общем, даже если в этом наследии окажутся артефакты различного происхождения, может, там окажутся вообще угорские песни, да, я как раз ищу эти связи с древними уграми сейчас. Может быть, это вот будут финские песни, это будут угорские, это будут древние тюркские какие-то, то все равно это вклад, в общем-то, в общую картину поволжскую, да, волго-уральскую. Я не знаю, сейчас существует ежегодный музыкальный фестиваль для кряшин, который Петров день называется. Собственно говоря, это такое просто, ну как бывает, народное большое гуляние с концертными площадками и прочее. Но это все-таки можно назвать, что он символизирует этнокультурную идентичность на государственном уровне, потому что праздник проводится на государственном уровне, на всю республику. Итак, песенная культура кряшин – интереснейший феномен, сформированный в тюрко-финно-угорском и языческом, ислам-христианском исторических контекстах Волго-Уральского региона, в которых ее и следует рассматривать в разных контекстах, в разных контактных соотношениях и так далее. Значит, в пространстве татарской музыки, устной традиции, проблема многоголосия касается именно только кряшин. Вот, носители яркой традиции общинного обрядового пения. Вот, а многоголосие к моменту вот изучения, к моменту моего знакомства с ними, оно вообще не было изучено, вот, потому что не было особенно такого интереса. Вот, и писалось в научных трудах, что у них такое случайное многоголосие, и все. Да? Ну просто так широко и глубоко это целенаправленно не записывалось, все дело в этом, наверное, просто в притоке объеме нового материала и так далее. С появлением многоканальных записей, которые я пыталась сделать, кстати, многоканальные записи, но только у меня не было многоканального магнитофона. Нас пришлось брать, допустим, 5 студентов, и они каждый тащил, значит, ароматик, и такой, как каменный век, значит, расставили, и сверху, значит, я пишу общий камень. Что-то такое удалось записать, и все равно, знаете, партитурки какие есть, все равно, правда, прям очень важно было. Ну, конечно, вообще базы особой не было для изучения, я вам скажу. У нас не было такого коллектива, когда вообще один на один со всем этим, тогда как хочешь, там это все это делали. Но все равно делалось это как-то, да?
Есть все равно образцы, но то, что записано на моноканал, допустим, двухголосие, ну, и расшифровывать двухголосие это очень нормально, и даже трехголосие удается расшифровать, так что я это тоже делаю. Значит, с появлением на канале записи стало возможно говорить о наличии в этом пении определенных закономерностей воплощения песенной фактуры. Даже вот вывелись два фактурных типа, с фиксированной вертикалью и с нефиксированной вертикалью, так у меня вышло. Вот. И можно сказать, что гетерофонное звучание, в общем-то, основа этнического стилевого звукоидеала Кряшина. В принципе, они поют гетерофонно, да. Но есть у них и бурдонное пение тоже. Вот таким образом материализуется их коллективное пение. Значит, вот, ну, вы знаете, что сейчас уже так никто не поет, они это просто не умеют, так петь уже не могут совершенно. Вот. Традиция Кряшина принципиально коллективная, всегда она чревата расщеплением монодии, причем не хаотическим, а организованным по своим внутренним законам. Кажется, что это как бы хаотично, но по отношению, конечно, к классическому многоголосию, наверное, кажется. Но на самом деле там есть какие-то места, где идет такой звуковой кластер обязательный, и здесь, где все голоса, сколько бы их ни было, они собираются в один звук. То есть там есть свои закономерности, на эту тему там я кое-что тоже писала. Вот. На фоне татарской песенной культуры это все выглядело экстремально, конечно, никому не было известно, но в принципе в контексте региона это достаточно, наверное, ну, характерно, наверное. Дело в том, что специально так, кроме мордвы, наверное, никто не изучал многоголосие, допустим, Чувашии и Марицы. Наверное, это как такое упущенное немножко. Там, насколько я вот застала, что такое там тоже было, что изучать, конечно. Ну вот. И в этой традиции многоголосного пения, конечно, этногенетический фактор не последний. Вот. И то, что они, те или иные поселения генетически связаны то с чувашами, то с марийцами, удмуртами, и даже иногда с мордвой. Надо смотреть каждый раз еремийские сказки, наверное, и историю села надо изучать. С другой стороны, татары тоже крестили, вообще-то, да? Конечно, это было самое неудачное, как называется, предприятие в этой во всей истории, потому что они возвращались в мусульманство, потом все такое. Но кто-то остался же, наверное, крещенным, да? Потом, если он остался крещенным, то ему можно было жениться только на крещенной девушке, да? Мне так кажется, что вот песенная традиция, она так постепенно потом и переходила, потому что вот один из каналов перехода, наверное, такой, потому что на мусульманке жениться он уже не мог. Ну, это, естественно, там так же и было раньше, да? Значит, несколько соображений, коротко, да, по поводу гетерофонного многоголосия в обрядовых напевах Кряшин с интонационно-ритмической формульностью. У них формульные песни, конечно, в основном. Во-первых, этот традиционный стилевой слой фольклоре Кряшин был он наиболее оригинальный и наименее изученный. Во-вторых, он является репрезентативным для Волгокамского региона, поскольку встречается не только у Кряшина, также у низовых чуваш и восточных марийцев, а следовательно является каким-то вот одним из стилевых символов песенной культуры региона. Традиционная же гетерофония Кряшин в данном случае может послужить моделью, ну, моделью как для меня, служит моделью регионального мелса ранее традиционного слоя и его многоголосного воплощения. Потому что для меня культура Кряшина это такой портал, через который я вхожу, изучая это все, да, уже вхожу, что-то понимая вообще обрядовые культуры Поволжья, скажем так. Значит, что же такое гетерофония Кряшин, который так мы дорожим, да? Речь идет об исчезающем, сейчас уже исчезнувшем виде музыкальной материи в искусстве устной традиции, реализующей не просто определенный музыкальный стиль, но традиционное обрядовое сознание. Это абсолютно сейчас уже ушедший региональный слой музыкальной культуры, вот, который, вот, судя по моему материалу, он обусловлен ладовым, ритмическим, интонационным и тембровым планах. Его искусственное воспроизведение, вот, мое личное мнение такое, на сцене, оно, в общем-то, не может быть адекватным, оно невозможно. Оно не может быть воспроизведено без потери. Даже если выучить это по нотам, дело в том, что это какой-то, вот, как сказать, это механизм, который действует во время исполнения. Это надо очень хорошо чувствовать, или это где-то в пенсах чувствуется это. Но просто выучить и спеть по партитуре это невозможно, потому что гетерофония – такое ощущение постоянного движения и непредсказуемости. На самом деле это такой тонкий стиль фактурной композиции, в общем-то, воспроизведение которого требует вот инстинктивного авторского поведения. Я по-другому не могу сказать. Инстинктивно, потому что надо чувствовать, куда идти, да? Только тогда это выглядит живое. Даже вот какие-то записи очень уважаемых коллективов, там, московских, не буду сейчас называть, очень известные, да? Они пытались петь гетерофонию, но совершенно, когда не звучит, статика и все, не движется.
Они выучили полигон, но ничего не движется. А там все время идет какой-то вот космический такой вот самый, и вот какие-то ракеты все время летят, понимаете? Очень сложно. В гидрофоне воспроизвести, я думаю, невозможно. И потом это требует не просто вот этого авторского поведения, это постоянной практики, постоянной исполнительской регулярной практики, которую, конечно, очень нет. Последний совсем уже проблематично, даже тогда, вот, так как там, календарно приурочены хороводы, традиционная свадьба с коллективным застольным пением, практически это все сошло на нет. Это я писала еще даже давно такое, а сейчас уже, конечно, совсем уже. Сейчас идет сплошной фольклоризм, и то, что идет со сцены, это просто сейчас я не буду даже останавливаться. Так. Значит, носитель уже музыкального сознания, другой формации, если даже это представитель того же этноса, в условиях прерванной практики приуроченного пения, воспроизведение живой, спонтанно возникающей динамики звукового потока, формируемого законами лада и ритма, вряд ли дано. Это показала моя экспрессионная практика. Гетерофонное слышание, гетерофонное мышление – это специфические реалии традиционной песенной культуры, которые очень легко потерять в неживой традиции воспроизводства. Случайность, хаотичность гетерофонной культуры Кряшин оказалась на самом деле сводом законов формирования вокальной материи. Техника подстраивания гетерофонного голоса к другим подобным голосам, конечно же, существует, но она гораздо менее уловима неподготовленным слухом и сложно воспроизводима по нотам. Вне специфического менталитета это я уже так невоспроизводимо и по нотам. По сравнению с аккордовым многоголосием других народов, да, совсем другая природа музыки. Вот. И то, что нам удалось застать, такое пение в конце 20 века, наряду с другими явлениями обрядового пения вообще, это вообще большая удача для этномузыкологии российской, да, такой большой национальной. Это, в общем-то, потому что 20 век – это последний век для культуры пантеизма в Европе, остаточные признаки которого тают на глазах, уже растаяли. А гетерофония – спутник пантеистского сознания, как я думаю, ведь она материализует, в нашем случае, языческие, в кавычках, напевы, связанные с пантеистским представлением и верой людей в то, что пение находится в диалоге с хозяевами природы, хозяевами. Неорганизованная случайная гетерофонная фактура может показаться на слух, в отличие от четко организованной многоголосной материи с функционально активной вертикалью, с развитой функцией голосовых линий. Гетерофония ускользает, скрывая свои внутренние законы от непосвященного. Оценить ее как продукт тонкой работы традиционного музыкального мышления позволяет только партитурные нотировки. Эти рентгеновские снимки, в кавычках, живого дыхания традиции. Партитурная нотировка показывает, что расщепление гетерофонной фактуры происходит в определенных местах музыкальной строфы, а именно на вершине интонационной волны. Такой тип фактуры был нами назван линейно-кластерный, а сами кластеры не фиксированы вертикально. Они вот такие. Движущийся кристалл вот такой. Но все-таки они охватывают это гармоническое поле, я тоже предложила эту геометрию назвать это гармоническим полем и так далее. Принятые представления о гетерофонии как об отклонении голосов от основной мелодии в данном случае не всегда достаточно. Значит так, в традиционном пении Кряшин нет деления на партии, но нельзя сказать, что лидер отсутствует. Они все поют как бы одну мелодию. Да? Но лидерство его запевалы выражено скорее энергетически, то есть в мощности ее ведущей роли. Как еще иначе можно выделиться при одном мелодическом типе во всех голосах? Ну там не унисон, конечно, но все равно так вот ходит. Да? Ее исполнительская воля и голос определяют поступь напева. Длительность огромных ферматов кадансов иногда выделяется по яркости тембра. Вообще, когда идут такие протяженные звуки, вот эти вот срединный каданс и конечный, да, они начинают его формировать как инструментальные. Значит, они, допустим, вот тянут, да, так, да, не просто так, да, зачем это надо? Вот надо, да, потому что это вообще это мифологическое отношение к звуку, я думаю. Потому что это просто конец слова, все. Но они заканчивают именно так, строчки свои. В каких-то точках голоса сходятся в унисон, как я говорю. Звуковой образ этой фактуры можно определить как постоянно звучащую ладовую краску. Где тут мелодия, в кавычках? Если рассмотреть партию каждого голоса, то окажется, что каждый из них может явиться мелодией этого напева. Ее пытаются утворить все голоса. А значит, не следует искать отклонения от основной мелодии, если происходит индивидуальное проявление жизни каждого голоса. Иногда есть ощущение, что подстройка идет, да? Но иногда бывает, когда фиксированная вертикаль, там совсем другое. Там, когда вроде как слышно, что они хотят подстроиться. Вот. Значит, что позволяет
преодолевать, да, в партитурной нотировке видно, что каждый голос использует целиком все пространство интонационного поля, термин из Авещи Земцовского, да, что позволяет преодолевать статику повторов формулных интонаций. Очевидно, энергия лада. Кластеры реализуют энергетический потенциал монофонии, и всякий раз расщепление фактуры на кластеры – это яркое звуковое событие, пусть на структурном микроуровне сегмента ритмоформулы. Но потом я пришлю статью, и вы потом вчитаетесь, ладно? Вот, гетерофонная фактура у Кряшина в условиях малообъемных ладов, ведь к тому же еще, да, такую энергию там создает гармоническое поле вот внутри вот, этой самой, вот этого, в общем-то, олиготонного лада. Велика роль энергии звука, опять же, там такая сильнейшая опора на диафрагму, определенно там вообще громко все поется, да, но, допустим, в таких жанрах, как хороводный напев, хороводный весенний, весенний-летний, да, они вообще звук посылают вот сюда, в головной резонатор, это такая идет мощь вообще. Даже, я говорю, если одна женщина поет, то мощно, таким с металлом мощнейшим, таким, я бы сказала, инструментального характера идет звук. Если представить себе хоровод, допустим, из 100 человек, то это вообще мощно. Вот, значит, собственно говоря, они вот в этот самый звук и погружаются. Вот я представляю, как они вот этот хоровод это водили, да, причем он такой... Вы знаете что, когда я услышала хороводный напев, еще не знаю вообще, что за этим стоит. Я вообще, когда ехала к Кряшину в 1978 году, вообще не знала, что меня ожидает даже. Мне просто сказали, вот занимайся Кряшиным, там другие темы заняты, и все. Я хотела заниматься, знаете, чем? Я хотела найти связи с индийскими напевами. Мне сказали, вот все занято тем. Ну, то есть, вот, у них есть такие моначаты, татарские духовные напевы, которые пентатонные, которые некоторые из них похожи на индийские, а некоторые из них похожи на кельтские. И вот эти Индии и кельты, то, по кому я вообще умирала всю жизнь. Ну ладно. Короче, его, значит, сказали, вот Кряшиным никто не занимается. Значит, вот. И, значит, это самое... В общем, на меня обрушился звук, это первое, да, вообще, это потрясающе. Но когда они спели хороводную песню и объяснили, что это такое, когда и что, у меня осталось ощущение, что это вот нечто какое-то, такое нечто, что вот это чуть не коллективное камлание вообще, потому что таким звуком, вот так встать вот так вот и ходить вот так. В общем, так, энергия звука – это важнейшая тут вещь, конечно, тут может вообще быть трехзвучный напев. Так вот, тембр имеет огромное значение, как мы знаем, чем архаичнее, как писал незабвенный наш Юрий Ильич, да, что чем архаичнее, тем сильнее тембр значение имеет. Вот, да, даже практически инструментальный такой тембр. Я не знаю, сейчас уже смогу ли я показать такие образцы, да? Ну вот, собственно говоря, я сказала, что они вот пребывают в этом самом звуке. Теперь, значит, смотрите, давайте перейдем к звучанию, да? Первое, это у нас видео должно быть. Я надеюсь, что вы фактуру гетерофонную, вот эту, да, кружевную, услышите. Это традиционный гостевой напев, гостевание родственников, когда собираются, на определенный день в году все собираются. Они там все в текстах поют друг другу, как они друг друга любят, как они так рады друг друга видеть, и как они ждали настолько, что глаза уже выплакали, там и все такое. И вот вы послушайте, пожалуйста. В общем, это гостевой застольный напев. Она поет, что вот чем больше смотрю на вас, тем больше хочется смотреть. Короче, поначалу там я чем больше заплетаю, тем больше хочется заплетать мои косы. Чем дольше смотрю на вас, а там сидят гости, полно родственники, да? Это запись 2000 года. Значит, ну, у них звук правильный сейчас и очень медленный правильный темп такой сейчас. Вот. Я их потом записывала позже, они, конечно, уже не могли уже ничего петь.
Ладно, значит, что? Кстати, у них 4 разных антропологических типа. Это вот характернейшая картина нашего региона. Вот какой народ не возьми, грубо говоря, у всех есть брюнеты, блондины и рыжие, у всех обязательно. И идут, значит, вообще самый распространенный, ну это я сказала, что так общала, и шутя даже. Есть самый распространенный антропологический тип, это субуральский, если вас что-то об этом говорит, вам что-то или нет. Субуральский, он такой евразиатский такой, он распространен у всех народов наших. Но, значит, понтийский тип тоже, ну, в основном это казанских татар и у чувашин есть, да, но есть он и у марийцев тоже. Есть иранский тип, ну, вот у финногров просто много иранских типов. Вы видели таких красивых чернобровых людей? Они удмурты. Мы же говорим, что они вроде финны, должны быть белые. Нет, он такой яркий такой перс просто, понимаете? То есть вот это распространенные 4 разных антропологических типа. Но мы задерживаться не будем, да, сейчас. Я могу даже все их назвать. Какие? Ну ладно, давайте. Значит, следующее, смотрите. Эти же, это 2000 год был, да? В 2018 я поехала к ним уточнять кое-что. Женщины те же самые, кстати, через 18 лет, да? Значит, я их попросила показать, как они уносят блюда гостям с песнями. Постоянно. Да. Они поют, что вот, когда мы узнали, ну, на высокой горе там шумят пчелы и так далее, когда мы узнали, что вы приедете, дорогие наши родимые, так вот мы бегали, мы варили это мясо. Буквально так. Поставили А мясо. вот это вот, Так, вот дальше. это вот логарифмическая структура, это она прям характерная, да, вот абсолютно. такая, да? Абсолютно. А что там, вы услышали такого? Ну нет, я просто не слышала здесь вот у татар такого. А здесь этого быть не может? Ну да. А вы имеете в виду каких татар тут ушли? Ну те, которые я слышала. Это они кто? Они кто, поволжские, что ли, или какие? Ну они туда переселенцы, не Ну, мешают. они татары Нет, мусульмане, да, наверное. У мусульман да. нет таких песен. Я же говорю, это мусульмане такие песни не поют, я же говорю. Значит, следующий номер у нас. Они называют это артельный, они сказали, артылькие. То есть, когда поется все вместе, да? Это нижнекамские кряшны. Это просто кряшны разных групп. Сейчас просто показываю, да? Фрагменты все минутные, специально я уже делала так минутные, да, во-первых. Во-вторых, они подобраны так, чтобы была разная фактура, чтобы вы слушали фактуру, ну, в принципе, как строится гетерофония, там одна, другая, там, или что-то вы еще слышите. Вот образцы просто фактуры, ладно? Вот так. Это был тоже гостевой, артельный. Да. Дальше тоже еще впереди 3 гостевых.
Давайте запоем песню, интересно, совпадет ли наша мелодия. Если совпадет наша мелодия, давайте всю жизнь вместе петь. Ну как поете? Следующий... Это такой текст. А? Да, только что пропели, да, только что пропели. Сейчас тоже будет номер там видно или нет? Какой? Пятый? Он тоже не, должен быть тоже гостевой, тоже. А вот здесь запев, вот солистка, которая вот запевает, она какого года рождения? Она старше по возрасту? Ну, Она совсем по-другому я сейчас поет. не могу сказать. Нет, она одна из них бурдолит. Как раз вот в данном случае она хочет ближе к этому, к основному Нет, тону. нет, меня интересует, они по возрасту одинаковые? Они старенькие, но у них просто звонкие голоса. Одинаковые по возрасту? Ну, я сейчас не могу сказать. Просто они сейчас... качественно по-разному поют, вот, по тембру по-разному. То есть вот одна прямо... Но они все равно в той еще традиции. Это записи вообще 80-х годов. 82 год. 82 год, это Нижнекамские Закамья. Это совсем старые бабушки. Сейчас должно быть видео, да, пожалуйста. Слушайте, это вот Самарская область, единственная кряшинская там деревня. Они бежали от налогов в 19 веке. И вот, значит, там они осели, сидят. Ну, можно начать. Это тоже... Айго айтаба лавардаяна ой эйнейлер песей эй уравна гойшет койна ой эйшлер Вообще песни с такими текстами, когда собрались все родственники, да, они способствуют такому единению семьи, вот такие тексты и совместное пение, это вообще очень важно. Юлия Лисовна, а можно вопрос? Да. А вот эти вот эта группа товарищей, вы смотрите, у них просто по регистру, да, вдруг стал какой-то привычный для нас, для сибиряков, значит, вот, ну, низко поет. Нет, Да, низкий регистр у определенных... Это локально как-то? Я не знаю, может быть, это у них возрастное, опять же, но вообще низкие регистры вообще тоже распространены у Кряшина, это есть. Определенных там каких-то... Ну, то есть это локальная какая-то, возможно, да, что так, но это не только там, они же все равно переселенцы с Поволжья. Там есть такого было очень много, низкие регистры это было. Кстати, так низко поет еще удмурты тоже. Двигаемся дальше, да? Ага, да-да.
Сейчас самарские, это Назаровская деревня была сейчас. Сейчас будет сольное пение, пожалуйста, тоже. Ну, это, конечно, как Наримат, Нижнекам спирает тоже за камеру. Молодая женщина поет тоже застольную песню, только соло. Қара юрман жырақ юлап ұшырап, яқшы атлар кереклі өтәрігей. Яқшы атлар кереклі өтәрігей. Заман алар әйбәт, жылар тыйыныш, дос еш керек өмірлі итәрігей. Дос еш керек өмірлі итәрігей. Застолье длится долго, застолье можно и соло спеть тоже, и кому-то адресовать это. Я не сказала, что такое гостевое. Ладно, сейчас, ну понимаете, я хотела объяснить, что такое гостевание вообще, да? Я успею или нет? И вообще... Ну уж расскажите. Ну, конечно. Мы слушаем, Раз в году бывает гостевание. То есть все родственники, которые раз в году, они съезжаются в одну, обычно такую родовую деревню, когда все вместе там собираются, да? Те, что тоже в соседних деревнях или в городах собираются. Поэтому целый репертуар существует для этого. Потому что, я назвала это гостевым ритуалом, да? Там целый репертуар песен. Там поется все, как мы вас ждали, да? Уж как ждали, вообще выбегали на улицу, ждали, значит. Потом за столом вообще каждому хозяин дома поет четверостишие специально и подносит ему чарку. Вот. Чарка 30 граммов маленькая, и даже из одной чарки они все там пьют, это самое, кумышку. И, значит, каждому адресуются слова любви, не знаю, там, высокой оценки, вот такое, все такое. Значит, она сейчас пела так, что чтобы пройти темный лес, нужны хорошие лошади. Чтобы прожить эту жизнь, нужен хороший по жизни друг. А как называют? Карауман? Нет, Как песни они никак не называют. не называют У песни нет песни. названия. У песни есть функция. Ну понятно. Нет, а названия нет, они не говорят. Дело в том, Нет. что у нас просто вот это карауман всегда. Ну, вот у нас это тоже текст. карауман, это у нас тоже. Нет, ну дело в том, что больше никакие песни не называют, а это прям как жанровое название. Нет, а у той нашей. песни «Карауман», которую поют татаро-мусульмане, там мелодия совсем другая. Ну другая, ну текст. Она просто, татарская. вот Тексты, этот текст. тексты вообще ходячие, да, конечно. Ну вот. Можно дальше, да? Свадебный Тоже она сейчас споет свадебное, то, что обращается к сватьям. Как надо говорить, к сватьям или к сватам? Ну, что эти самые родители жениха и невесты. Татарский мелодия, татарская песня. Ну такая старинная, конечно. Это обязательно нужно спеть сватам, что я весь мир обошла, но лучше вас никого не нашла. Обязательно могу спеть, да. Дальше у нас 9 видео, да? Қара юрманнан шыққан шақта, жапырақ қой түсті дәмдемей. Жапырақ қой түсті дәмдемей. Сізді құдалармай ой көресін, ішкен ілекерді де түшімей. Ішкен ілекерді де түшімей. Вот этот мелодический тип у соседних молитв тоже есть. Тоже не поют. Потому что по-другому поют, конечно. Но он есть, да. Свадебно-застольная орнаментация. 10-й? 10-й. Ну застольный тоже, свадебный тоже с орнаментацией какой-то. Сейчас послушаю.
يعشقون يلا يعشقون عشقون ياي عاشق وهنا يبغى أصلا عشقونا عشواغس قهضولار سزواشيغاز سازنيانا الشاين سازنانا الشاين بشكاين Очень формульный напев, в общем, такой узкообъемный, да, но там столько орнаментики. Значит, она поет, что, как сказать, одни родители поют другим, что дорогие сватья, значит, ешьте и пейте, это все для вас приготовлено, ешьте. Да. Значит, что дальше? 11-й. 11-й. Тоже А свадебный. другая деревня, да, Нариман, да, тоже. Просто из другой. 82-й год. Да. Келгенler Eyvey kodalarım Ay kelgener Barısı da Pıstav kelgenler Köpler kilmegenler Eskilgenler Barısı da Bezlen seygenler Köpler kilmegenler Eskilgenler Barısı da Bezlen seygenler На свадьбе же много гостей сидит, да, родственников? Много-много. Они поют. Ну так что-то мало гостей пришло. Но зато все любимые гости пришли. Вот такое поется. Ну, то есть такое насколько восхваление. они длиннее? Вы же фрагменты, наверное, только показываете. Четверостишие звучит. Нет, я имею в виду, они длинные песни? Да, конечно. То есть гораздо Нет, ну а сколько длиннее, же, да? я по-другому, ну как, я не могла бы показать Поняла. 5 куплетов, можно было. Ну, Ой, срок. я, к сожалению, простите, я должна на лекцию. Значит, можно я скажу, что я услышала? Вдруг потом это, а то мы не успеем поговорить. Значит, Нет, я ну, услышала... а как же так? У меня же еще там 20 штук этих. Ну, вот, материал, значит, вот то, что я услышала, я в нем пока плохо ориентируюсь, да? Значит, во-первых, я услышала противопоставление по регистрам, вот случайная, ну или нет. Во-вторых, я услышала по глотализации противопоставление, то есть по тембру, да? То есть вот где-то есть этот, причем постоянный прием, где-то нет. С чем это связано, это очень интересно. Просто я поскакала. Ага, Мне кажется, значит, с наличием практики пения просто где-то. А? Наличие отсутствия практики пения. наверное. Нет. Ну, это очень случайно, интересно. это Подождите, прямо- а где же вы будете это мне слушать потом? А вот, ну а что делать, лекция? Не знаю. Большая. Не ходить на лекцию. Вот смотрите, вот это место, этот квадратик, вот это, да, вот здесь живут малькиевские кряшины. То, что вдается в Чувашию, это маленькая маргинальная группа малькиевских кряшин. Там я записала вот эти причитания невесты у 5 бабушек, да? Но причитание пришло, конечно, от Чуваши, скорее всего, да? Там вообще-то там с Чувашами это пограничье давнишнее. Но дело в том, что вот вы услышите, они поют одно, как мне кажется, один и тот же мелодический тип, но в разных ладах. Вот послушайте, я записала им чувашки и записала у кряшенки, да? Вот сейчас будет, господи, где мы находимся-то? Сейчас будет кряшенка петь. Ürkençeğim çöpçü var burada çöpçü gözleri Eşim tuva küp sağır burada dimçiz yüzleri Mına bittin duanısı Tut kesinde tutu kuş kanatı var yüzün yok Eğen keyim içimin
Bırılıp bırılıp yatınca vuracak kömürü gelmiş. Ezilip ezilip yığılınca minine gelmiş. Ну, для сравнения чувашский следующий. Анапы. Вариант. Что? Анапы. Анатрида. Низовые. Kartlaş vet kartlaş vetten vetten pusapski vetten pusapski patırlağım balratçı Сидит картлаш, шултра, пусапшке. Шултра, пусапшке, начарлахам палрешке. Слышно, что разные лады, да? Но все-таки вот линия мелодии одна и та же, число. Потому что ангемитоника у Кляшина, значит, и у них вот такой на-на-на-на, такой лад. А там на-на-на-на-на-на-на, другой, да? Но мелодическая линия тоже та же самая Хотя, линия. да, по Та же мелодической самая. линии, вот так по общему рельефу, да, Да. то же самое. Крешенский, Но наверное, ритмическая реализация более другая. ритмизованный, да, такой. Нет, Крешенский, почему? Крешенский, как Нет, такое ощущение, нет, что более почему? регулярно такой. Ну почему? Нет, мне кажется... Нет, чувашский, самый настоящий юбический, все там Да, в да, порядке, юбический, да, да, да. Не-не, вот ритмическая реализация другая. Крешенский, да, такой более регулярный какой-то показалось. Но мне кажется, чувашка просто тянет в нужных местах, Да. натянет эти окончания, да, как раз? Да. Ну вот, так что, ну, сказать, что похоже, и нет, и да, как бы, да, в общем-то, но традиция причитания одна все-таки, да. Значит, у нас 12 прошли. Да? Видео Сейчас опять, застольный. 14 года запись, застольный. Sandığaçlar bulup sayrarıyım Sandığaçların tellerin belasam Sandığaçların tellerin belasam Yanarımı carıp bireriyim Yanım koy dikenlerin belasam Canım koy dikenlerin belasam Ну, такой типичный, застольный, красивый очень напев. Она поет, что я бы вам даже душу свою вот разделила на части и раздала, если бы я знала, где эта душа находится. Да, настолько, что и душу даже, все что угодно. Нет, вы знаете, что она, у меня такое ощущение, что она заменяет мужской голос. Вот, Может быть. да. На проводы солдата фактура. А. Нижнекамский Крешен. Но это должно быть, вы даже узнаете эту мелодию. Basıp kalkasın çıkıştan yollar koygan yol bolar. Basıp kalkasın çıkıştan ketken yol bolar. Şuur koyar sever nuran bizden selam şol bolar. Şuur koyar sever nuran bizden selam şol bolar. Шумият такой. Это что, Саратова, что ли? А? Саратова, что ли? Ну, Это же это- частушечный, Да, да, русская песня, да, конечно, они ее разложили и спели. В общем, это когда идут по улице, провожают солдатика, да? А вообще сейчас будет соло рекрутская песня, то, что вот рекрутская такая уже типичная для них, как протяжная песня. Ustamura koylarım eğitmeydir Betken iken kotıla yerlerde Betken iken kotıla yerlerde
kışkırsam da tavşam gitmeydir. Gitken Irak vazirlerge. Gitken Irak vazirlerge. Грустный текст, потому что он ушел далеко, остались следы только и так далее. А сейчас будет видео, рекрутское из другого. Это Чистопольский, это Нет, Закамский. это аудио. Где? 17-й? Да, 17 аудио. Почему? МП3. Не может быть. Белабужский, Шурняк или что-то. Да, это должно... Ну, вот, А, 90-й год? Ой, я извиняюсь, это аудио, это все извиняюсь. Солдатlarda şevadalı, kişlerde uyanlar. Okşarıban soluktalı, yâre oy moynanay. Okşarıban soluktalı, yâre oy moynanay. Yüce komandir varanın aylarda kolunda, İki göze koydurmadı yâre oy yollarınday. İki göze koydurmadı yâre oy yollarınday. Про то, что солдат служит свою службу, а глаза у него на дороге, которая ведет домой. Масленичный. Значит, напев Масленицы у них тоже в каждом, ну, практически у всех в то время записывал. Значит, что такое? Катание на санях, да, когда вот Масленица, это сам масленичный бег коней, на санях катаются по деревне, так вокруг, значит, объезжают обязательно всю деревню. И вот тогда появится протяжный напев. Это удача, когда находишь такой напев протяжный. Вот она сейчас поет, к сожалению, соло, по-моему, там, да, но вообще поется хором, громко все это такое. Yatıla orayamana ejeyi göptele jollar. Gayuşaya kısayım. Mine kul değil begelir amanadalay. Koyalı koyağılam. Ey kayla varsam kaylarda vay. Ay jayarırsam yine ver kayada aylarımına dalay. Yayalı yağlam. Она хорошо поет, только это коллективная песня, конечно, должна быть очень сильно. Это она исполняется во время катания на санях Да, прямо да. да? Я их спрашиваю, как же, вы же быстро скачете? Они говорят, да нет, говорит, он говорит, топ-топ, говорит, конь, говорит, и сани едут, значит. Вот они
Ну, это коллективный поэзия. Хоровод старших на Троицу. Должна сказать, два слова, секундочку. Значит, хороводы это бывает, они приурочены или к Троицкому периоду, или, значит, к Петрову дню туда, значит. Я сначала, как бы сказать, совсем сначала думаю, ну какие, ну весенний хоровод, девичий, наверное, да? Ну там, значит, много-много пишем тексты, и вдруг такие тексты идут, что вот был я молодой, и широкие улицы мне были узкие, значит. Потом что-то такое, еще, значит, все такое. И вообще такие тексты, что вот жизнь, она дается один раз, и давайте-ка мы общаться, потому что а потом-то нас ведь с того света не позовут. Я думаю, ну как же, мне было странно, что в хороводах поются такие песни, да? Ну как бы не совсем молодежный настрой, потому что обычно все-таки весной молодежь про другое думает, да? И вот, значит, в один прекрасный момент вдруг мне сказали эти бабушки, что это вообще-то вот эти песни протяжные, их поют пожилые люди. Они вот так берутся за локти друг друга, так сплетаются, и вот так вот, значит, крутят свой круг, и вот это все поют. Я говорю, а молодые тоже, что ли, поют? Они говорят, да куда? Ну, молодые нет, они там, говорит, с гармошкой, там так маки поют, значит. Куда им, значит, все, такие мелодии петь еще. Но в конце присоединяются все. Вы знаете, вот, и вот это все так крутится медленно, да, и там такие тексты философские идут, про жизнь, про смерть, вообще, про все, вот это все говорится так. Обалденно просто, это вообще. Поэтому я назвала хоровод старших на Троицу, чтобы было понятно, что заводят их старшие. Но это на Троицу, да? Ну вот в данном случае на Троицу. У них, знаете, у них престольный праздник Троицы. У кого престольный праздник Петров день, так там закручивают тоже, и соседние деревни приходят. У кого не престольный, они просто в гости ходят вот тогда. Вот. Ну, завозят, конечно, сначала свои. И там это может закрутиться так, что 200 человек, например, да, ну это было так, сейчас уж такого нет. Ну, да, ну самое милое, вы знаете, что вот этот сам Мелос, вот этот, да, хороводный, он меня поразил тоже, он какой-то, он не татарский, конечно, он какой-то очень архаичный. Мне кажется, что это какой-то угорский, я не знаю. Если я, экземпляр это не обманет меня сейчас, включите, пожалуйста. И из другого ареала немножко тоже хоровод старший, да, там дальше? Ага, Нижнекаменский. Из другой деревни там немножко по-другому. Да, сейчас.
Там такой текст, что на ой заканчивается, или это они в финале так Вот как раз они так вот делают, да. Там даже они там и вот так посылают. Да. Ну там говорится так, что белый платок так хорошо вот так вот положить на плечи себе, да? Ну так красиво, это параллель такая. И дальше берега вот этой нашей деревни так хорошо для того, чтобы гулять на них. Сейчас тоже. Сенокосный. Сенокосный. Значит, они говорят, что сенокосные они пели, когда ехали на сенокос и сенокос. Я говорю, а обратно, вы же как бы разве не устали что-то петь? Они сказали, нет, все это поется. Значит, запись 90-го года аудио, да, тоже? Совсем из другого там, Закамска, даже, можно сказать, приуральского региона, там, да, Мизелинский район, 80-й год. Там такое контрастное двуголосие, которое что-то вот на этом берегу я не находил. Эта жизнь, она такая идет, она пройдет. А что дороже вообще нашей с тобой дружбы? Какие они дружные и вообще гостеприимные. Нет, знаете, когда люди вместе едят и когда вместе поют, да, это так действует на единение очень сильно. Особенно, включая такой обряд, например, как вызывание дождя, я еще не рассказала, ну, я сейчас не успею. Они варят вот эту кашу, да, складченную, и потом они ее съедают, эту кашу. Это тоже, это как бы в этом, во всем этом есть соединение невероятное. Но вообще это же семейные роды, вообще-то, конечно, когда-то были. Но, в принципе, это надо делать, если люди хотят быть, дружить вместе. Надо вместе есть и вместе пить. Петь. Нет, петь это нет, я ошиблась. Именно вот совместная еда это что-то нечто, конечно. Недавно у некоторых очень каких-то вот австралийских племен есть родство по еде. Вот если люди поели один раз вместе, все, уже свой родственник, если вместе поели. Не, ну это вообще первобытного общества. Вот я и говорю, первобытного. Ну вот Австралия же. Все, мы уже это самое, вот у нас особое отношение. Конечно, породнились. Особенно если из одной чашки. Из одной чашки вообще. Часто бывает именно в текстах так. Нет, из одной чашки это все-таки семья, да, семья ела ложками там, это тоже. У нас тоже так же ложками ели из одной чашки. Деревенские люди. Слушайте, а где мы находимся сейчас? На уличный напев. Номер какой? 23. Со словообрывом. Чем это интересно, да? Они так поют, шагают на 4 четверти, да, и так бом, и не договаривают. Такая вот игра.
Вообще-то, конечно, поется под гармошку, я должна гармошку. Ihtişler sizden bile şad benim künellerim. İhtişler sizden bile şad benim künellerim. Dağda şuşlar şadlık bile yükselir ömürler. Dağda şuşlar şadlık bile yükselir ömürlerim. Вот они в конце допели строчку, а так они ее бросали. Ну там, конечно, гармонист, наверное, вообще старался очень в этом месте, да. Ну ладно, как образец просто. Я уже коротко, потому что обрезала все эти образцы. Дальше два танца видео. Танцы, ну хорошо. Значит, вот Кряшин танцует, и рядом тоже вот эти самые елабужские молитвы, которые соседи тоже так танцуют, но все это просто для сравнения тоже. Коротенькие эпизодики. Aye, Şabatakine. Şabatakine. Сейчас сидим. Краковяк. Это краковяк? Да. А танцевать так могли даже на свадьбе, там место есть, вот так, ножками, шаг такой небольшой же, плясали так же. И сейчас дворецкие женщины потанцуют, их соседи абсолютно. Orma bakşanır bakşan, oyu geçiyor geçi. Orma bakşanır bakşan, oyu geçiyor geçi. Minnani me kofi me, oyu geçiyor geçi. Minnani me kofi me, oyu geçiyor geçi. Varımız sözünü bölgenin gütörürler. Gütörürler günür beler, içirmesin günür. Gütörürler günür beler, içirmesin günür. Последний куплетик был на татарском языке, там они по-татарски говорят. И совсем старые бабушки, которые вот их вызывают иногда поговорить, они по-русски не говорят, они говорят по-татарски, потому что я с ними говорила, уже такая своеобразная вещь. Троица. Так, что? 26. Отче наш, хоровой. Смотрите, это уже концовка, девочки. Смотрите, значит, есть деревни, в которых Троица празднуется очень мощно. То есть они делают. В четверг у них семейка, они там помечают березу, там все это, да. Вокруг березы поется «Отче наш», поется молитва, помечается ее, кормят дерево, это очень редкий случай, я снимала на камеру все это. Здесь уже не буду показывать, но кормят дерево, яйцо, хлеб, соль, вода. Да? И потом тоже, эту же еду они потом, расстелив, на травке тоже поедают, яйцо, хлеб, соль, вода. И, значит, это в четверг. В воскресенье
Они эти березы срезают, 2 березки помеченные, и, значит, вот идут, с песнями идет шествие через деревню. И длится часа 2, они останавливаются, им выносят воду пьют, водой обливаются, тоже без съемки все эти есть. Вот они стоят, вот часа 2 движутся туда, значит, к этой воде, и потом, значит, сбрасываются эти березы туда, с пожеланиями, они там березы наряжены. Но самое интересное, что в 2013 году, когда я снимала, ну, жарища была такая, вообще был жаркий очень месяц, там вообще трава даже сгорела, такая была жара. Ну вот когда-то они, пока они шли, да, 2 часа, ну вот ей-богу, ну собрались тучки, они были сначала белые, потом они стали черные. Причем они так собрались, да, гром, молнии, тогда и стоят, ждут, вот эти. Честное слово, понимаете? И, значит, долго шли, обливались, там все это с таким удовольствием, там туда-сюда обливались водой, пили воду. Значит, потом, значит, пошли к реке, шли, уже такие черные тучи, уже там гром гремит, там, как-нибудь, может, покажу когда-нибудь в будущем. И вот когда уже они все сбросили, уже все пошли по домам, как хлынул дождь сильный. И вот у меня не хватило ума вот этот дождь, эту воду снимать, понимаете? Вот я потому что все снимала до последней секунды, а дождь я не сняла, я не знаю, что мне теперь делать. Потому что дождь был, ну такой, ну 2 часа, он такой был мощный, это правда была, правда. Он вот так стоял и честно ждал, пока бросят, честно говорю, с деревьев, клянусь. Значит, сейчас такие маленькие эпизодики. Значит, сначала что? Вот в день Троицы утром они собрались, вот так построились и поют этой березе «Отче наш» на татарском языке. И потом идет напев Троицы. Еще полслова, смотрите. Потом напев Троицы с хороводом. Значит, когда я приехала к ним снимать эту Троицу где-то за 3 дня, я сказала, ну мне хоть напойте, хоть чтобы я знала, ну хочется-то, на что похоже вообще. Они сказали, нет, это даже нельзя петь раньше, это надо петь только в день Троицы. Ну что, нет. Потом, значит, они вдруг, пока мы разговаривали, сказали, ну ладно, давай споем, значит. Показали мне этот напев, я его узнала, там, я, кажется, узнала уже. И вот через год я к ним приезжаю, женщина те же самые, значит, она мне говорит, вот в прошлом году-то спела я раньше времени эту песню, говорит. И у меня вот утром тесто не поднялось. Наверное, мама недовольна была там. Она сказала это совершенно искренне. Ну, как бы я ее вынуждала, конечно, все это. Она говорит, ну вот, тесто не поднялось, ладно, что не такой большой грех, там тесто не поднялось. Но все-таки, она говорит, вот мама, наверное, недовольна была. Она так сказала, как обычная жизнь просто так. Короче, вот так. Значит, это вокруг дерева, потом шествие по деревне с этими деревьями, и 3-й эпизодик бросание в воду. А что они березки-то поют? Они поют сейчас так, что березку украшают ее нежная кора и листики, а стол украшает хлеб-соль. Опять за стол. Я не успела извиниться вот за что. У них сценические костюмы, вот что. Вы не думайте, что это настоящий костюм. Особенно меня убивает головной убор, стилизованный, конечно, все. Поскольку всех их вызывают сейчас на фестивале, им сказали, шейте платье, не ходите так на сцену, значит, шейте платье. Но они очень довольны этими платьями, прям, ну, убивают меня, конечно, совершенно. Но у них не сохранились просто, конечно. Там было... Срубили. Уже известно, что, да. Там много съемки всякой. Лес, лесу,
Повтор. Маленький. Съемка у меня очень большая очень съемка всего этого. Конечно, фрагменты только. Нарезка, к сожалению, да. Не может быть. Вы знаете, потом к воде спустилась самая старая там бабушка, которая знает все эти традиции, знает очень хорошо христианские тексты тоже. Она встала так с веточками к этой самой воде и стала говорить: «Иисус Христос ушка мой», по-татарски, значит, «Христос хаим». Спасибо тебе такое за то, что, как сказать, вот за то, что полная река воды, что все празднуют этот праздник, что молодые женятся и дома строят, что жизнь продолжается. Спасибо. Лишь бы только наши дети не видели этот голод, который мы видели на войне. Там целая огромная речь такая, большая речь у меня там все это. И благодарности огромной. Да, я хотела сказать, что вообще пронизывает все празднование Троицы, но я, конечно, это просто куски показываю, я даже не сказала. Вообще пронизано вызыванием дождя, просьбой о дожде. Поэтому всегда. Хотя вот эта бабушка грамотная, которая сказала, ну вообще-то вы знаете, сегодня же такой день-то серьезный, это же день Отца и Духа, значит, Отца и Сына и Святого Духа, там, значит, когда покормили дерево, там, она говорит, ну дерево покормили, вот и хорошо, самое главное, значит. Ну вообще-то, значит, вот это же такой праздник большой, все такое. В общем, это вообще-то постоянно пролился бы дождь, вот это вот идет. Вот. После Троицы, у них бывает такая малая Троица через 2 недели, когда они варят эту кашу дождя, собирают по деревне, значит, муку, молоко, масло, все это варят в 2 котлах. Тоже у меня съемка там такая потрясающая, интересная. В двух местах очень по-разному там снято было. Ну вот, все же не покажешь, да, получается. Ну, что касается вот всяких вот фрагментов нарезки, они закончились. Я просто хочу сказать, что это, конечно, интереснейший феномен, который, ну, приходится показывать вот такими мелкими фрагментами. И, конечно, они вот рассматриваются, например, этнографической наукой как этноконфессиональное меньшинство в составе татар. И все, да? На самом деле тут большая такая очень богатая культура, и музыкальная культура вобрала в себя и историю Поволжья, и разные компоненты, и разный этногенез. И все эту культуру, конечно, надо рассматривать, и я ее пытаюсь рассматривать, и в контексте татарской культуры, и в контексте региона, конечно, потому что в принципе, я считаю, что она такое же имеет право быть автономной культурой, как любая другая, чувашская, марийская, новодорская и так далее. Это просто вот кряжинская песенная культура, и все. Ну, действительно, она вот на то, как я знаю татарскую культуру, это вообще очень мало похоже. Нет, она не татарская культура, конечно, но татарский язык при этом. Вы знаете, это вообще даже, я бы сказала, такой могут быть вообще малый народ. Но им мешает стать малым народом татарский язык, потому что они хотят, конечно, быть этим самым. Ну, как бы вы татары и все, значит. И в 19 веке писали крещеные татары, особо там вот так. Ну да, в принципе, они вообще-то хотят этого, я думаю. Ну, у них профессиональность такая хорошая, они очень певучие, много там всего такого, но я не знаю. Ну, вот это все было, вот это все уже ушло, понимаете, это все уходит, то, что я записала, конечно. Ну, я не знаю, я на этом просто закончу, потому что, ну, все равно на полпути мы заканчиваем. Ну, понятно, тут невозможно это все показать, тем более, что раз они разные, еще в разных группы. Да. Но все равно, вы же никогда такое не слышали, правда же? Нет. Все равно это для вас вообще не похоже, у меня не ассоциируется совершенно. Но вы знаете, вот это вот тоже, как бы сказать, вот тоже какой-то вот пробный камень по Волжье. Вот они, вроде татарский язык, да, христианство, язычество, языческо-христианская культура такая, да, вроде бы. Там есть следы мусульманства, тоже есть это все, да. Но татарский язык, через татарский язык идет терминология мусульманская все равно. Они Аллах говорят, они говорят Худай. Вообще-то слово Худай даже более древнее, чем Аллах. Значит, к Богу обращаются Худай. Это вообще древнеиранское слово такое Худай. Худай, да. Да. Худай, да, ну вот. Так что это обращение такое. Там много слоев всяких интересных таких. Ну, мало занимает, жалко, конечно. Там очень много иранского, конечно, и все такое. В общем, но в принципе это вот такой микс. И в одежде это так странно все, есть и то, и другое, и всякое там есть. Вот, и все такое. И в общем.
Прям даже вот все, наверное, пока что. Не, ну это очень интересно. Я, конечно, от себя вот лично, конечно, благодарю. Зачитаю несколько сообщений, которые здесь Там пишут, да, что Они имеются, должны да. посмотреть. Или... Галина Владимировна Лобкова пишет, что вы, дорогие коллеги, огромное спасибо за возможность присоединиться к семинару и послушать прекрасную лекцию Наили Денисовны Альмеевой. К сожалению, вынуждена отключиться, поскольку у нас продолжается учебный процесс. Вот как Наталья Все Михайловна. отключились, и все убежали. Нет, только вот одно Ну, от сообщение. нас тоже. Спасибо большое за возможность послушать лекцию уважаемой Наили Ханум, но скоро урок и вынужден отключиться. Спасибо. Это кто такой пишет? Это Лала Хусейнова, Азербайджан. вы знаете, да? Вот Ольга Владимировна Новикова пишет, мы такие тексты с Натальей Михайловной фиксировали у сибирских татар. Но в какой момент это было сообщение отправлено? Ну, неважно, Да. в общем, сведения, да, Да. тоже. Ну, тексты, конечно. Дорогие коллеги, тоже вынуждены попрощаться, надо дочь из школы забирать. Ну, так. Спасибо огромное Илье Денисовне за лекцию, за чудесные материалы. Это просто праздник какой-то, очень познавательный и вдохновляющий. Также благодарит Айшат Гаджиева. Спасибо большое за возможность послушать замечательную лекцию Наили Денисовны. Это вообще очень честно. Ну, вот с точки зрения знакомства с этим вот регионом, наверное, ну вот в связи с тем, что вот у нас проект «Фольклор народов Поволжья», и иногда приходится вот, ну, с коллегами общаться, вот, в том числе с удмуртами, да, и те, которые они зафиксировали в Томской области и в Красноярском крае, и ну, они подбирали материалы от переселенцев, откуда они переехали сюда, там алнашские были переселенцы, игринские. И там, ну вот, конечно, и жанровая система, и какие-то моменты, ну, я имею в виду, что гостевые песни, лекторские, да. да, Конечно, вот это конечно. же и жанровая система, и да, с чувашами тоже вот, Да, в этом плане Наверное, есть, у всех да, есть. вот именно регион какой-то вот связан. Ну, вот, например, у Мордвы, ну, гостевых песен как жанрового подразделения такого нет. Нет, Мордва Да, вообще очень стоят немножко чуть-чуть в стороне, они вообще, ну, они самые западные из наших поволжских народов, они, как бы сказать, они ближе с русскими контактировали, там мордовско-русские связи интересны. А тут вот то, что вот это все, нет, там кажется, что вот угры сидят очень сильно, угры. Да, угры, ну, удмурты тоже угры. Но причем удмурты южные, не северные. Да, и низовые чувашины, конечно, минорийцы, частично тоже, да. И костюмы перекликаются, там все очень перекрывается очень своеобразно, конечно. Один и тот же костюм может быть вот у елабужских ряшин, у восточных марийцев и только у низовых чувашин. Да. Вот это что? Это Вот вместе. этот какой-то Это вместе? Это что? какой-то вот такой регион, типа, знаете, как ГБЧ, да? То есть, Можно да, услышать? то есть ну, такие вот... Гомельско-Черниговская, Гомельско-Черниговская. Брянщина. контактная Ну, то есть, зона. да, вообще вот их это не вот. Контактная разделишь, зона. не Да, она- разделишь, какие они. Она же прям так и называется, Контактная регион зона. ГБЧ. Да? То есть, да. А вот тут какой-то еще такой Нет, ну регион. тут еще такое количество народов, и в древности такие разные культуры приходили вообще, и все это Ну такое да, вообще. ГБЧ-то там славяне. Мгм. Да, вот именно разные. Восточные, Нет, там да, может у быть, там вас может быть вот и Галка, эта может еще вот кто-то там. смесь. Ну слушайте, ну вообще-то это назвали давным-давно еще музыковеды, да, где-то в 60-е годы пентатонные зоны наши, надо сказать, да. Но пентатоник, это, вы не думаете, что она какая-то там монгольская, это китайское вообще, абсолютно китайское влияние, я же говорю, это китайское, очень древнее такое вот, затекло как-то вот это все. Это все текло оттуда, из Китая, конечно. Ну а потом какие-то с юга там вещи, конечно, тоже, да, в общем, это все, вы видели, что это достаточно пестро все, да. Ну вот особенно интересно вот ваши были объяснения о гетерофонии, да, и потом мы это послушали, и это вот действительно вот, ну и с одной стороны вот такая действительно материя, а с другой стороны, когда слушаешь один, второй, третий, четвертый, какой-то образцы, слышно, что вот эта герофония, ткань, вот эта она как складывается таким образом, что у каждого исполнителя там какие-то такие вот, ну, функции такие, да, вот, что вот этот вот в основном где-то внизу поет, а вот тот, который выстраивает какой-то второй вот вариант этой мелодии, он вот всегда выстраивает именно по какой-то своей линии. Ну, то есть у них какие-то такие как будто бы функции. Но это вот из того вот... Ну смотри, какой образец, конечно. Есть да, такое, вот что это просто они вот так вот нескольких идут, вот так вот, и все, идут себе там, ну тут три, там что-то может быть. Но все равно там идет какая-то вот такая генеральная линия, и все, да. Ну я, конечно, там разновидности многоголосия тоже всякие были. Некоторые виды пения у них, да, к сожалению, сейчас вот я не показала, мне просто напоминают волынку. Исключительно они, конечно, опираются на волыночное звучание. Знаете, какой? Вот, даже сейчас можно спеть там квинта терцев-то. Там внизу та-ди-да-ти-да-та-да. И так это просто волынка звучит. Вот. И такое есть тоже, фиксированные вертикали, квинта терцовые тоже.
Мне как-то... В общем, да, очень интересно. Что-нибудь еще Знаете, сказать? очень многообразное, очень пестрое, много всего, да, а приходится коротко говорить. Это, в общем, как-то, как всегда, вот это самое, как-то всегда огорчает, скажем, меня. Да, дорогие коллеги, то еще что-то, да? Пожалуйста. Не знаю, как мы маленький, не маленький, но по поводу то, о чем я спою. Если в свадебном в обряде, в этом комплексе какая-то роль медведя, идея, нет такого, да? Нет. Я нашла с Кавказом параллель, я Кавказ тоже обожаю просто. Ой, значит, когда невеста с закрытым лицом же приходит, она туда сейчас завернутая, все такое. В общем, когда говорит бурканчик, это тоже, а что я сам, что бурканчик для меня даже бурка как бы, да? Это может быть большое пальто, да, бурка, да, или как бурканчик. И, значит, закрытое лицо, а лицо открывают, два мальчика подходят, значит, и так двумя скалками открывают. На Кавказе так открывают два мальчика кинжалом тоже. Но это все равно это какие-то иранские, северо-кавказские влияния, потому что я говорю, Среднее Поволжье, Приуралье и Прикаспий, и Северный Кавказ, это все варилось в последние тысячелетия вместе все равно. И антропологически это видно. Ну, какие-то музыкальные, конечно, регионы остались такие, да, но антропологически Кавказ там очень представлен, конечно. И моей семье тоже. Я Да. еще хотел спросить, мы не можем не спросить этот вопрос, Да. про Я не сибирских кряж- переселенцев, татар-крещен, потому что, на территории Сибири у нас, конечно, коренными народами занимаются и переселенцами тоже. И вот, честно говоря, мы никогда особенно, не знали, есть ли какие-то материалы, предварительно услышали от вас, что все-таки где-то здесь были какие-то анклавы. Да, нет, я могу сказать, что мне филолог один такой в годах был, он мне передал пленки, он сам туда ездил, записал, просто ему как бы не надо, он отдал эти пленки. Это Кряшинские деревни, Иркутская область, Боханский и Алнашский район. Значит, Боханский район, село, я уже сказала, да, Хорёты. Но там они, переселенцы из Мамадышского района, песни там тоже узнаваемые, они поются, пели тогда. Это записи 60-х годов. Это все, что я могу сказать, да, в общем-то, да, нотировала я их тоже, да. Вот, ну, можно их там разобрать как-то. Ну, то есть они, что называется, вот прям в контекст, они какого периода переселенцы? Ну, вот мне нет такой Не информации, знаю. к сожалению, да, вот я не знаю даже, с какого конца это спросить, не могу сказать. То есть часто бывает, как вот переселенческий какой-то анклав, там что-то такое интересное сохраняется. Либо у анклава два варианта, либо он полностью растворяется, да, в политическом сибирском там окружении, знаете, они либо он остаются- что-то... Они, наверное, сейчас уже и растворились, потому что это записи 60-х годов. До 60-х годов Кряшины в Поволжье даже свою одежду носили, не снимая. Вот эту свою одежду, там, облачение. В 60-е, еще при Хрущеве это все носилось. Поэтому тогда еще это можно было записать. Потом, наверное, это все просто... Понимаете как? Они люди православные, они, наверное, могли вообще раствориться в русских уже. По религиозному. Ну да, могло такое. Ну, поскольку я туда не ездила, я не могу сказать. Я только могу материалы располагать вот этим. Пришлю как-нибудь. Любопытно тоже. Ну вот. Кряшины сами по себе пограничная культура, понимаете? Она такая сложно-слойная пограничная культура. Между несколькими культурами база такое образовалось. И самосознание, мы Кряшины, и все. Больше никак. Все. Может, вы удмурты? Нет, Кряшины, все. Ну так. Все вот так уже переварилось, и переплавилось, и выдало, вот так скажем. Само вот это само название, оно какой корень имеет? Вы знаете, говорят, что вот происходит от слова крещеный, да? Да, похоже очень. Вроде как, да? Ну, значит, у нас, был такой человек, тоже романтики же бывают в науке тоже, да? Ну, он, конечно, журналист вообще-то, но он написал такую книгу толстую там про Кряшину, сам Кряшин тоже, что вот вообще-то, скорее всего, от слова, были же такие народы кересчены, которые связаны с Керчью. И, значит, вот куда-то туда, и вообще это мало кто проверял, на самом деле, да, может, в общем, какие-то, вообще Кряшин, крещеный, вроде как так, да. Крещеный, это же вроде славянское, да, слово, я так понимаю. Ну, То есть у него было да. свое самоназвание. Но они говорят Кряшин, все, я Кряшин, только Как как. у нас вот тоже трагедия, да, сибирских народов, вот я занимаюсь коряками, все их называют коряки, они на самом деле Намаланы или Чевчеве. То есть совсем другое слово. Самое любимое было другое. Вы знаете, какой-то, как сказать, было высказано даже мнение, что это может быть вторичная самоидентификация, потому что если в таком Вавилоне все это так смешивалось, да, и как-то притянулось, конечно, к татарскому языку, потому что он был доминирующий язык и так далее, там что-то такое включалось, этот процесс
Ну, в общем, это надо все. Вот написана такая книга, там что-то такое разобрано, это первый такой коллективный подход, это все надо изучать еще, конечно. Все это вообще русизм получается, да? Крещеный, да? Да. Корешин. Но он вообще никто другой, только Корешин. Они вообще просят себя татарами не называть. Вот вы пишете книга «Татары», конечно, называется. Вот они там, даже есть такие, как сказать, называются экстремалы, которые просто устраивают всякие шествия, чтобы, значит, нечего так это говорить. Сами говорят по-татарски, да? Они говорят, ну что, не татары и все. Потому что для всего региона татары – это знак равенства мусульмане. Вот еще поэтому. Татары – это мусульмане однозначно, больше никак. Вот, и не называйте нас татарами, потому что они православные. Вот как бы это тоже все вместе. Очень много чего там еще недоизучено. Очень многие этнические процессы, я же говорю, в 20 веке еще даже продолжались, там вообще что-то фиксируют этнологи таким образом. Скажите, вот насколько насколько часто встречается такая древняя лексика обрядовых текстов? Есть ли у вас какие-то сложности с переводами? Ничего особенного такого нет древнего языка, весь язык очень понятный. А я правильно услышал, что у татар обрядовых жанров или песен? У казахских татар нет. А именно каких обрядов? Ну, никаких? Вообще? Нет. Ну, то есть свадеб? Нет. Я просто думал, может, я однажды, нет, вы все правильно. Однажды мы поехали вот в экспедицию с одной, значит, женщиной, она была из райцентра, она была как бы представитель культуры, со мной поехала в экспедицию. И, значит, тут кряшные, тут мусульмане. Мы к мусульманам тоже зашли, там такая бабушка сидит, такая, все, значит. И вот эта женщина у нее спрашивает, а что пели на свадьбе, значит, да? А там у нее во дворе сын косил траву, значит. И когда мы, значит, вышли, она только сказала, что ничего не пели. Как там мулла пришел, мой дед, что там пели. Вот это все, мулла, там поговорили, спросили, там в никах, все. Значит, а мы вышли, когда уже из дома во двор, значит, он говорит, ну что ж вы какие спрашиваете, какие вещи? На свадьбе что пели, вы что уж в самом деле, говорит. Вот так было. Вы вообще в своем уме, да? Да, в своем уме. Но он даже не знает, а спросила, хотела, так сказать, включиться в экспедицию. Не, ну а вот хотя бы там, ну, какой-то другой обрядовый, ну вот обряд гостевания, это обряд или не обряд? Нет, такого, вы знаете что, вообще у Мишарей это все есть, конечно, и поются песни, ну такие, что как у них, вот такой вот, именно прям вот, в году обязательно, все это ритуал, обязательно, такого, конечно, нет. Ну, какие-то тексты, конечно, переходят уже, ну, казахские татары так не делали, я не знаю, ну, сейчас только, может, поют за собой что-то советское, но так нет, конечно. Такого ритуала нет. Ну, хотя, может быть, они сохранили какой-то ритуал, который, понимаете, какие-то, видимо, мусульманские вот эти самые дресс-коды всякие могли быть. Ну, то есть они заместили, так вот можно сказать. Во-первых, женщина мусульманская уже изолируется, никаких хоров там быть не может. Она изолированная, она знает свое место и так далее, и еще такое. Там другой образ жизни все-таки, может быть, это повлияло, конечно. Хотя я говорю, что вот, наверное, может быть, корешинская культура, она же такая смешанная очень, да, она, может быть, показывает как раз не только дохристианское состояние поволжских традиций, смешанных, вот, смешавшихся традиций, но, может, даже до мусульманское состояние, потому что мусульманство было в X веке, да, может быть, они вот донесли что-то такое еще, вот, мелодическое еще оттуда. Ну, может быть, совсем немножко, конечно, но как-то так. Да, очень интересно. Такой регион сам по себе, да, ну вот котел, да, говорят же, вот Поволжский. Ну вот он котел, да, он проходимый, там же да? нет никаких границ, вот, как сказать, котел он был бы закрытый, мне кажется, все-таки. А он все-таки Поволжье проходимый. Там проходили от Китая до Дуная, очень много народу прошло. И там как раз удобно ходить. Там... Удобно ходить. Ну, там степи такие, ну, там по степям столько народу проходило, конечно. Ну и главное, что вот традиционная культура какой-то локальной вот группы, да, вот она вот вместила в себя какие-то такие разные элементы, и вот такое интересное переплетение, вот мы сегодня, в принципе, услышали и увидели. Это тоже довольно интересно, ведь разные есть комбинации какие-то, ну вот, не знаю, там, мордва каратаи. Есть, да? Ну, Мордва Каратаев – мордовское самосознание. Да, они считают мордва, да, но разговаривают на татарском языке. Они татароязычные мордва, на мишанском диалекте татарского языка. Это любопытная вещь. Ну, это как раз вот то самое смешение, да, а то вот какие-то пограничные какие-то такие регионы, когда появляется вот группа этническая. А тут корешины говорят на татарском, говорят, мы не татары. Но мы не татары, да. Они еще говорят, у нас кряшинский язык, все. Кряшинский язык, да. Да, я повторяю, они не татарский язык. Даже при всем, я за них буду везде, где надо, но нет, язык не татарский. Можно еще вопрос? Вот их традиция, это больше традиция деревенская, так скажем, да? Да. Потому что вы говорили, что татарская традиция, она уже давно городская.
Нет, не то, что городская. Я сказала, что не то, что традиция. Нет, просто у татар единственный народ, у которого была городская культура, то есть городское население. Городское население, вот я вам показала некоторых городских людей, да, там они даже одеты иначе. Нет, кряшины, это отмечают даже историки, потому что они жили закрытой деревенской общиной. И все там у них хватало, все у них там было, и все было очень налажено хорошо все. Когда они говорят, мне свадьбу, вот там, за 2 недели, там, может быть, через 2 недели, может, через месяц, там. Я говорю, как? А за 2 недели можно раз свадьбу подготовить, говорю я. Сейчас тогда спрашивала, она говорит, конечно, это все же пути из хозяйства. Все, да, через 2 недели большую свадьбу можно делать. Тем более, что там свадьбу сплачена. Там каждая пара, которая приходит просто, она несет вот такого вареного гуся обязательно, каждая пара несет. И еще какое-нибудь ведро, может быть, супа, значит, пироги, и все это сплачено складывают. И все это надо за 3 дня, тогда еще съесть надо. И каждый раз это все, в общем, да. А гостевание, товарищи, знаете что? Это вот договариваются несколько домов, допустим, на Покров они собираются все, да? Деревня большая, родственники приехали, отовсюду все, значит, все ночуют, распределились, значит, договорились 5 домов, там, или 3-4 дома, да, что они вот в этот день с утра начинают гостевать. Вот идут в первый дом, и там все это поется. Они даже не разговаривают, а поют только все время. Поют, и друг к другу обращаются, и все это поется, и друг к другу, и вместе, и так далее. И, значит, вот они вот это все, столы потрясающие, большие, накрытые, все такое. 2 часа посидели, встали, кто-то сказал, пора уходить, или поет, что пора, мол, уходить, через знать, да? И все такие запели. Ох, спасибо хозяевам, до чего же было вкусно-то, значит, мы пошли дальше, в следующий дом. И пока они идут из этого дома в следующий, они поют уличный напев, на 4/4, которые вот так вот, да, они идут и вовсю, значит, и поют так. Эх, давайте-ка грянем песню, пускай наш прям звук тут останется и запомнится. И в следующем доме то же самое, там же накрытый стол стоит, все рассаживаются, там уже тоже песни встречают их, что о, садитесь там, и такое все, так долго ждали и так далее. И таких домов может быть в день 3-4, допустим, а может 5. Ну вот, ну то есть они там долго не сидят, там, ну там сколько там, часа полтора. Вот, и все. И потом они всегда подчеркивают, никакого пьянства не было, так что выпили и валялись, такого никогда не было. Все, чуть-чуть заели, спели, самое главное. И хозяин, они говорили, они просто сами поражались. Хозяин дома мужчина, он пел каждому гостю четверостишие. Ну их же там сидит 20 человек, допустим, ну пусть даже 10, да, он к каждому обращался. А этот еще ответить должен. А вот те, кто пришли в гости, и те, к кому пришли в гости, а у них напев один и тот же? Да, в этой деревне. Один и тот же? Да, весь вот да, конечно, да. На свадьбе, кстати, тоже, у русских тоже так, да, на свадьбе. Эти самые гости сидят, кушают, да, а те, кто принимающая сторона, стоит, они угощают, тоже не поют, тоже все такое, тоже стоя. Это то. Ну а когда гостевание нет, там все там рассаживаются, и как они все умещаются, да, умещаются все. В общем, или там во двор уже столы выходят, все такое, но это обязательно. Вот это, они это потеря очень большая, я считаю. Гостевой ритуал прям жалко очень даже. Такая красотища, такое количество песен, так мощно все это. В общем, да. Вот так. Так, ну что, еще один вопрос. Публика разбежалась. Почему никто не спрашивает, почему нельзя гетерофонию по нотам спеть? Потому что она будет стоячая, она не будет текучая. Вот в чем дело, текучая. Она настолько, вот то, что я слышу. Фольклор вообще такой более архаического, простая, его не только гетерофонию, а любой другой нельзя спеть по нотам. Он все равно сразу... Вы знаете, там нужно знать, я уверена, что надо, во-первых, наслушаться, да, если слух хороший, там какой творческий такой слух, и тем более, если ты много расшифровал, да, как-то я даже могу включиться в какие-то вещи, да, даже могу подстроить голос там и так далее. Но это надо очень погрузиться, да, прям вот просто петь, вот это ты сам должен понимать, что ты основную мелодию можешь спеть. И вот и я просто, когда уже интуитивно, уже знаешь, куда пойти вверх или вниз, куда подстроить, это все, очень надо погружаться в это дело. И не любой человек, конечно, это нужно как-то, не знаю, расположен в этом быть. Но эти люди, они вырастают с этим, вырастали, вернее, с детства лежали в люльке, и все это слышали, конечно. Ага. И все, встали из люльки, и уже нужно петь все это, потому что уже это все там в сознании уже все это, конечно. Но там механизмы свои есть. Я там то, что сказала, тоже сама поразилась однажды. Но там их больше, этих механизмов, конечно. Это творческий такой акт, интересный. Что-то такое, что мы, видимо, не воспринимаем. Я просто помню в каком-то в какой-то свой приезд Покровский, когда со своим ансамблем сюда приезжал, и мы у них сидели на репетициях, да, и вот мы его там спросили, вот как они учились, там чему, он очень много там всего рассказывал, но он рассказал один такой эпизод, что
как они поехали там в какую-то традицию южно-русскую, они там что-то такое записали, многомикрофонно, приехали, кто-то им там на ноты помог, все это, значит, они это выучили, Красиво. через год они едут туда Ага. и поют эту песню. И они думали, что там сейчас они как обрадуются, что нашу песню поют. А там, говорят, вот они сидят с такими вот лицами, спокойными, и никак не реагируют. Значит, он начинает как разведку. Но мы же вот эту песню у вас в прошлом году записали. Они говорят, нет, это не наша песня. Вы То знаете, есть они ее не узнают, у них действительно Я что какая-то хотела- энергетика Да. есть, вот Вы своя знаете, внутри нет, песни, когда они поют. нет, энергетика, само собой, да, там как сказать, ой, это же как сказать, вот какое-то молекулярное движение какое-то там есть, оно вот его, не знаю, как его улавливать. Ну, да. Я как раз имела в виду вот и Покровского тоже, не пластинки тоже, гитарафон, ему не слушать невозможно, стоячий все. Стоит, конечно, Стоячий все равно стоит. Невозможно это. А там постоянно идет, ну, как-то прям вот, я даже вижу вот этот поток энергии, она как такими с огоньками, такая сверкающий такой поток такой вот такой. Ну невозможно, мы его не умеем воспроизводить просто. Вот я думаю, как вот. Ну, он так и говорил, кстати, что гетератония вообще невозможно вот для такого вот воспроизведения. Там, говорит, надо всю жизнь прожить, чтобы научиться. Не то, что её всю жизнь петь. прожить, надо, конечно, просто, ну, надо погружаться очень сильно. И нужно какой-то слух, это надо, конечно. Погрузиться можно, наверное, можно так, но... Они же не думают об этом, да? Без Они всякого не напряжения. думают, Без всякого напряжения. И тембр выдают, и гитарафон ему дают, и все спокойно себе так сидят. Эти женщины, которые в красном, помните, да, красные такие все монеты тоже, петь пришли вечером такие, все спели, все, что знали потом. После рабочего дня, видимо, как, ну, работа такая, домашняя работа уже, им там было уже за 60, далеко. Они такие усталые, видно, что усталые, они говорят, я говорю, ну хорошо, спасибо, да, они говорят, а что, танцевать не надо, да? Такие усталые, а плясать не надо. Они были готовы сплясать, понимаете, да, потому что это я никак забыть не могу. Они так, не надо, да, я говорю, ладно, что вы такие усталые, сейчас не надо. Так, ну что? До последнего времени, вот я и в августе, июле ездила на целый месяц, я объездила левый берег Камы, потому что мне надо было, я езжу каждое лето, даже отсюда, мне нужно было уточнять обстоятельства пения некоторых вот этих троицких действий, которые этнографы никогда не записывали даже. Празднование Троиц, там все это ничего не записано никогда. Я записала за все эти годы, мне нужны были детали, в какой момент начинают петь, в какой момент перестают петь и бросают березу, там что они в лесу-то делают. И вообще, вот это все я хотела, уточняла. В общем, вот все 3 района там я проехала за месяц. Очень довольна. И везде были бабушки за 80 лет, и все они рассказывали, вот, и все они помнили прекрасно, соображают хорошо, всем за 80. В общем, вот так. Так что до последнего времени я езжу. И певцов там я не ищу уже. Молодые поют очень плохо, так что надо писать уже нечего. Основной материал записан все равно. Вот у вас опубликованы вот эти 2 выпуска, «Татары Клишем», замечательные альбомы, такие нотные, с нотировками, с аудиозаписями, ну, с материалами. Вы сейчас готовите что-нибудь тоже? Да. Значит, у меня такое уже, ну, почти готово, еще 4 тома лежат и ждут своей судьбы. Еще 4? Мензелинский, вот я прямо хочу, чтобы он вышел. Мензелинский, он вам будет близок, потому что там столько, там микрохроматика всякая, там уже ближе к Приуралью вот это все. Мензелинский том обалденный, конечно. Мензелинский, Елабужский, Мамадышский, Нижнекамский. Да, а Чистопольский сейчас у меня в плане стоит, его надо делать. В общем, это, ой, хоть бы только это То есть сделать. в скором времени можно еще ожидать 4 выпуска Да. и еще дополнительных. Вы знаете, у меня это зависит исключительно от наличия спонсоров. Да. Нужно будет искать спонсора. Так.